Ждем, ждем народ. Так. Так, что у нас здесь? О, один человек уже есть. Всем привет, друзья. Всем привет. Так. О, Надя, привет, землячка, ты сегодня первая. Собрались мы сегодня. Андрей Хорошев, привет. Собрались мы сегодня в честь дня рождения канала. Сейчас запущу здесь. Так, вот. Так, громкость убираем. Валерия Семенесу. Лучше здесь буду, вот так вот, да. Поставлю так, чтобы это... Сергей Коляда. Всем привет, давай. Так, 36 человек есть уже у нас. Сергей Канев, привет. Так, Сергей ждал. Василий Высоцкий, Геннадий, привет. Архангельск, из Нюхай. Спасибо. Аранис Набиулин. В общем, что мы сегодня здесь собрались? Сегодня 13 ноября, день рождения канала Коммербак. Если посмотреть в описании канала, то там, конечно, выйдет 2014 год. На самом деле, в 2014 году, совсем еще не понимая ничего в интернете, как-то я просто запустил один единственный ролик «Щука на налима». То есть тогда в конце 2013 года с Ромкой прошли, Ромка еще мелкий был, проверять палки на налимов, и на такого вот налимчика попала тогда щука на 7 килограмм. Мне показалось это супер интересный ролик. И я, в общем, сделал ролик и выпустил это на ютубе. С того момента у меня пошло как бы день открытия канала. В дальнейшем уже как бы в 2017 году, 13 ноября, когда я действительно решил открыть канал, получается, у меня аккаунт был тот же самый, когда я открыл канал, потом обнаружил, что дата открытия канала 2014 год. Ну ладно, как получилось, так получилось. На самом деле, я-то точно знаю, что 13 ноября 2017 года день рождения моего канала. Так что сегодня мы под Чайковского. Вот, в честь дня рождения канала Валентина вот такие трубочки испекла. Как бы в честь дня рождения очень вкусные. Так что обычно вот эти трубочки, когда есть трубочки, тогда у нас и клюет рыба. 70 человек смотрят. Всем огромный привет. Давайте перейдем к комментариям, почитаем. Так. Ага. Сергей Канев, Сергей, Василий Высоцкий, Геннадий, привет, Ранис Набиулин, Константин Лесников, привет, Геннадий, привет, Дмитрий Балашов, привет, Сан Саныч, привет, спасибо, процветания твоему каналу, спасибо, Сергей Юрьевич, добрый вечер, Геннадий Кетов, привет, Геннадий, с праздником, мой, спасибо, тезка. Так, тут GH, Good Fish Керман, Good Person. Фишерман это с рыбалкой, хороший, ну, я понял, в общем, понял. И тебе здоровья. Так, Астана, аспекты. Гена, поздравляю, успехов твоему каналу, спасибо. Дмитрий Потапов, спасибо. Илья Сахаров, Геннадий, с праздником всех. Атом Коп, привет, Виталия. Так, тут у нас опять ваша Море Смокинг Фиш Русиан Вау. Смокинг, что-то с курьем связано. Илья Сахаров, трубочки просто огонь. Трубочки, да, вон. Валентина Васильевна сегодня постаралась. Трубочки просто красота. Алексей Семенов, Геннадий, привет. Привет, Череповца. Сегодня мы с Васильевной остались вдвоем, и Генка младший только. Ромку забрали в армию. Лена уехала сегодня в город Сыктывкар. Там у нее что-то концерт. К концерту она готовилась. В училище у них карантин, учится дистанционно, как бы. Ну и поехала сегодня на автомобиле в Сыктывкар.
завтра, скорее всего, будет там где-то выступать, концерт у них там, песни, пляски. Алексей Семенов, Геннадий, привет, привет, Алексей. Череповец, Череповец это родина моего урагана. Ранис Набиулин, традиционные трубочки, жизнь с нуля. Привет, Енисея, привет, сибирякам. Енисей батюшка, Печора матушка, где-то как-то вот так вот. Енисей Милевский, привет. Вика Флоу, привет, Сижмы. Привет, землякам. Вадим Шахтеров, добрый вечер, Геннадий, поздравляю. Спасибо, Вадим. Вадим, это у меня родственник, супруг моей племянницы. Дмитрий Потапов, процветание твоему каналу. Александр Ковальчук, привет, Святки. Привет, Вятич. С праздником процветания твоему каналу. Константин Лесников, куда помощь на новую камеру? Куда помощь на новую камеру? Да, друзья, я как бы собираюсь покупать новую камеру. Это GoPro 9 модель. Вышла уже 10 модель. Свет. И как бы я ждал этого, потому что когда выходит в свет новая камера, старая становится чуть подешевле. 11 как бы была задумка купить, не купить, а заказать на Алиэкспресс. Но что-то я не рискнул, все-таки Алиэкспресс, там никакой гарантии, может быть левая какая-то камера. Все-таки я закажу там, где заказывал своего Сильвера, в московском магазине GoPro. Но просто я жду, скорее всего, к концу года будут скидки, и воспользуюсь этой скидкой, и хочу приобрести эту камеру. Так, ну да, я счет не написал, я просто не, как говорится, не научился, не умею эти делать стримы, где вот там в помощь каналу, допустим, куда-то донат, вот это я ничего не умею. Единственное, есть у меня в описании канала номер карты, и как, вот я не знаю, как сюда вот написать, можно было прямо к этому изменить видео. Я даже вот не знаю, смогу я, не смогу написать название. В описании давайте я напишу номер канала тогда, если получится. Сейчас, секунду. Номер карты. Номер карты. Если, конечно, кто-то что-то скинет копеечку, буду благодарен. Так, а какой у нас номер карты? Мы сейчас скинем с другого. Секундочку. Секундочку, прошу подождать. Не подготовился, я что-то об этом даже не подумал. Так. Так. Секунду, секунду. Так. Секунду, секунду, вот так вот. Карта СБ и номер. Так, копировать. Это убираем. Сюда вставляем. Ну-ка попробуем, получилось, нет? Так, должно, наверное, получиться. Так. Так. Сейчас смотрят нас 99 человек. Все, получилось, да. Если кто кинет копеечку, вот номер карты я написал в описании. Так, мы, наверное, уже намного отстали. Так, 104 человека нас смотрят. Всем огромный привет. Так, куда, Ижма, Шахтеров, так. Куда? Павел, Константин, я тебе ответил, вот номер карты я скинул. Павел Осколков, привет, с праздником, Гена. Павел Осколков, огромный тебе привет и огромное спасибо за отремонтированную мою аппаратуру. Это огромная помощь тоже. Если бы не Павел, мне пришлось бы покупать и одну камеру точно бы, вот, которая с Zoom, новую. Паша восстановил ее, и огромное за это тебе спасибо. Санек Митяшин, привет. Юра Кулагин, привет, Юра, привет, дорогой. Привет, Суфы. Юра Кулагин тоже многие уже знают на канале. Это, ну, это уже Юра Кулагин и канал Коми Рыбак. Это неразлучные друзья, товарищи. Петров Илья, Гена. Привет, Свизинги. Привет, Илья. Что-то, Илюха, если я правильно понял, ты другу Андрея Новикова и собирались ко мне ехать на Новый год, говорю, на первый лед. Вот, созванивались с Андрюхой, что-то Андрюха сказал, что ты передумал ехать или что-то такое. В общем, прошу, напиши там, что и как. Эльдана Печория, вот как раз спрашивает, тут я видел где-то тоже вопрос.
Насчет льда на Печоре. Печора у нас опять в этом году и который год уже делает свои сюрпризы. Вроде обнадеживает, морозы были до 23, до 25, вроде все стало. Потом 2 дня просто оттепели, 6-8 градусов тепла, весь снег ушел. Снега было уже сантиметров, наверное, 30 где-то местами. Болото дали воду, ручьи дали воду, Печора просто прибывает с каждым днем, вода на Печоре прибывает, лед, что где стоял, все унесло. И теперь вот -3, -5 это ни о чем, просто снежная каша плывет, плывет шуга, вроде что-то и налипает, но от берегов это все открыто, никак выйти на лед, в общем, катастрофа, а не лед в этом году опять. Первый лед на Печоре у нас откладывается. Хорошо, как говорится, еще на озерах можно порыбачить, но опять же, на озерах, как вы, еще не видели, я вот сегодня вот смонтировал, один ролик уже выйдет завтра, он ни о чем, рыбалка ни о чем. На первый лед, говорят, поклевала, а сейчас вот тишина. Так, так, Сергей Канев, куда Роман попал в армию? Роман каждый день, к сожалению, не может звонить, но последний раз, когда он выходил на связь, Московская область, город Коломна. Я, как, если правильно понял, ракетные войска. Дальше пока ничего не знаю. Это у него там, походу, еще КМБ, все такое. Ну, если будет... В общем, вкратце буду держать в курсе событий, что и как с Романом. Служба идет. Правда, что я как бы немножко переживаю насчет того, что все-таки ему укололи эту прививку против ковида, вот этот спутником. Я был, конечно, против этого, я сам не делал, моя супруга тоже против не делает, хотя это грозит с отстранением от работы. Как бы я против прививок этих, в курсе, ну, многие привитые люди уже и заболели, уже и лежат в земле, и как бы вкалывать себе эту заразу я не собираюсь, и своим детям я также не советовал. Но армия есть армия, никто его там не спрашивал, просто укололи и все. Это, конечно, я переживаю очень, дай бог, чтобы, конечно, все пронесло его, но не знаю, не знаю. Василий Чупин, привет, Василий. Получил я тебя посылочку с мормышками, с нимфами, с мушками, очень понравилось. Я так думаю, как только река встанет, как закроются лесные речки, Хариус будет просто в восторге от твоих мормышек. Огромное тебе спасибо. Это просто супер подарок. Я отношусь вообще к этим снастям как, ну, как ребенок к игрушечкам. Вот, ну, мне вообще захожу за опарышами, обязательно что-нибудь для себя куплю. Я больной насчет этих всяких мормышек. А тут Василий мне отправил просто такую коробочку. И мормышки, там, и мушки, и все такое. Спасибо, Вась. Вика Флов. Привет, Сижмы. Привет, землякам. Северный край. Всех благ, Геннадий. Андрей Колчин. Привет. Я Сьянао. Ямало-Ненецкий автономный округ. Правильно? Правильно. Привет, привет, Ямал. Вика Флов, так, Сиж, мы это читали. Василий Высоцкий, Геннадий Печора встала. Нет, Василий Печора пока еще идет, и вода прет с каждым днем больше и больше за береги. Вместо того, чтобы намерзать опять, наоборот, вот дальше лед есть, а туда на лед выйти никак, потому что берега открыты все. Пехота, привет, Геннадий, с днем рождения. С днем рождения канала, спасибо. Я родился 17 июля, мой канал, день рождения канала 13 ноября. Так, Евгений Уханов, добрый вечер. Слышал, что скоро рыбалка будет с Андреем Новиковым. Поподробнее можно. Да, Андрей на связи. Андрей Новиков это автор канала «Рыбалка с Дрюней». У нас уже, кто не знает, была совместная рыбалка летом. Андрей приезжал ко мне, ездили мы в старинную коми-деревню Скаляп. Там мы жили 8 дней, рыбачили, ловили окуня. В общем, все круто. Знаем Андрея друг другом уже с Андреем давно, буквально с того момента, как я открыл канал в 2017 году. Андрей Новиков один из первых, если не самый первый, который протянул руку дружбы, помощи, как говорится. Познакомились мы виртуально, получается, на каналах. Я как сейчас помню, у Андрея было тогда 400 подписчиков, я начинал с нуля. И мы потихоньку вот так вместе где-то что-то подскажет, где-то что-то, ну, общаемся телефонами. Вот у нас совместная рыбалка была уже.
И договорились еще летом, что первый лед на Печоре будет вместе с Андреем. Он будет обязательно, вот только вот ждем уже где-то около 2-3 недель этот первый лед, потому что он уже заморозки были. Андрей созванивался, говорю, пока рано, пока на Печоры выйти никак. Будет лед, будет наша совместная рыбалка с Андреем Новиком. Так, Денис Пономарев, Гена, привет. Дай бог здоровья и вам всем, друзья. Дима Козлов с днем рождения. Спасибо, Евгений Лупичук. Гена, привет из Санкт-Петербурга. Поздравляю. Спасибо. Ян Цикадан. Ян Цикадан, если правильно так. Сергей Родионов. Геннадий, привет. Поздравления от истинно твоего фаната. Когда ты на рыбалке, то я всегда, пусть виртуально, но рядом. И рыбу тащим вместе, и волнуюсь, как и ты. Спасибо, Родион, за поддержку. Андрей, 73. Привет с Ульяновской области, с днем рождения. Спасибо, Андрей. Михаил Пантелей. С доброго времени, Геннадий. Процветания, успеха вам и вашему каналу. Спасибо, Михаил. Блесна твои работают даже при бесклевье. Одну блесну, которую вот ты говорил, сегодня как раз смонтировал ролик, выйдет завтра. Нет, послезавтра выйдет, завтра смонтирую, получается. Произошла такая ситуация, что оборвалась леска, и вот эта блесна, Валентиныч, как ты говорил, блесна, об траву зацепилась и, короче, осталась у меня подо льдом. Я даже с помощью поискового магнита пытался ее найти, но что-то, думаю, не зацепился. Магнит был 300 килограмм. В общем, что я рассказываю, это все надо будет смотреть. Ну ладно, скажу заранее, что... В общем, у меня получилось достать эту блесну, а как я достал ее, увидите завтра, послезавтра в ролике. Это так, тоже интересно, как мы достали, просто не оставили ее там. И, скорее всего, у тебя леска там, Михаил, была 0,16, я поставлю все-таки, наверное, 0,18, хотя бы флюорокарбон. Не то, чтобы там такие у нас рыбины, рыбы здоровые там туда-сюда, но просто жалко, чтобы вот именно траву взяла, у меня порвалась. Пусть лучше будет понадежнее, пусть лучше она будет чуть жестче, чуть толще, но зато будет надежнее. Так, Василий Новицкий, привет. Спасибо. А Иван, почему не с тобой? Созванивались с Иваном Григорьевичем буквально только что, пока я не отключил этот телефон, чтобы не звонили, чтобы не прерывалась наша трансляция. Днем созванивались. Кто не знает еще, мой автомобиль на ремонте. Сегодня я сдал автомобиль свой на ремонт. В последнюю рыбалку была серьезная такая поломка. У меня поломалась пластина переднего моста. И получается стабилизатор поднялся к кардану, и там просто мы километров 40-50 ехали, и там натерло до такой степени, что все нагревалось до красна, трения получается, сгорели резина на стабилизаторе, ну там проблем хватает. Скорее всего и крестовины сошли, вышли из строя, потому что от нагрева, посмотрим. И как бы проблема была найти вот эту пластину, подложка или как там, ну, поддон заднего, переднего моста. Эта пластина у меня поломалась. Ну, в магазинах такого нет. В Ухте позвонил тоже, только если где-то на разборках, там одних, других, третьих. Но мир не без добрых людей. Сегодня я пластину это нашел. Спасибо Александру Путинцеву. Большое спасибо. Подогнал мне он эту пластину. Я отнес ее в СТО, потому что у меня ни ямы, ничего нет. И сегодня сказали, мы не успели. Завтра там еще и шус надо менять. В общем, завтра, я так думаю, машина моя будет уже на ходу. Так вот, я что, Иван Григорьевич это созвонились, говорит, мы с Игорем завтра едем на УАЗике, ты с нами поедешь? Я говорю, так у меня, говорю, машина не на ходу. Говорит, ну, мы вместе на буханке, говорит, поедем. Я сначала вроде согласился, потом, вот, когда сказали, что мою машину еще не доделали, я говорю, нет, Иван, завтра я все-таки подожду, пока доделают машину. И все такое, надо смонтировать еще один ролик. Послезавтра, скорее всего, мы будем уже опять на озере. На речку, к сожалению, пока выйти никак. Вот. А почему он не со мной? Ну, Иван Григорьевич в 9 часов уже ложится спать. Я так думаю, у нас сегодня прямой эфир будет часа 3-4, наверное, как точно. Ну, как-то вот так. Может быть, он еще поедет с Игорем. История рыбака. Большой привет из Смоленска. Лежим с сыном Данилом, смотрим всех благ. Привет вам. И сыну Данилу привет. Сергей Родионов. Так. Во-во, давай, куда помочь? Номер карты. Друзья,
Я сейчас не вижу ваши перечисления, если кто на карту что денежку кидает, потому что у меня нет, я говорю, той программы, я еще не умею вот эти стримы делать, где вот видно вот эти донаты, все такое. Ну, телефон, я вот, с которого идет трансляция, там у меня Сбербанк онлайн, если я сейчас выключу, тоже у меня связь прекратится. Потом я это все посмотрю и отблагодарю каждого, кто... Вот, вижу перевод от Илья Леонидович С. Огромное спасибо, вижу, приходят смс-ки даже. Илья, огромное тебе спасибо за помощь. Я говорю, деньги будут потрачены, я говорю, на новую камеру. GoPro 4, который снимаю я сейчас, очень много проблем. Летом, если она работала, получается у меня, накупил батареи 8 штук, заряжаю, мне, в принципе, 3-4 батарей аккумуляторов хватало на рыбалку так. В принципе, я уже приноровился, все, там звук слабоват, но я звук в редакторе прибавлял, и как бы нормально было. То зимой четверка вообще работать не хочет. Минус 8, минус 10 градусов, просто 2-3 минуты, хлоп, батарея садится. Если они батареи в кармане, аккумуляторы в наружном, вставляю, садится сразу. Если где-то в тепле, 2-3 минуты поработает, садится. Пробовал напрямую провод с повербанка. Провод отскакивает, садится. Посаженный аккумулятор, замороженный от провода, садится. В общем, у меня не рыбалка получается. Юрий Викторович Кулагин. Огромное спасибо, Юра, тебе. Ну, вижу, приходят смс-ки. Огромное, друзья, вам спасибо. Камера будет, если берется. Нет, все-таки я закажу, наверное, когда дождусь скидки. И тогда уже докажусь. Но если соберется, куплю раньше, потому что с этой четверкой, я говорю, никакой съемки у меня не получается. Ее оставлю на лето, летний вариант, допустим, если вот Ромка приедет, там, допустим, сидит он в шалаше на уток, вот весной как было снимать. Кто-то мне говорил, почему там не разыгрываешь, там, человек даже просил, продай эту камеру, купи ту. Но я не могу продать эту камеру, потому что это подарок от моей одноклассницы с супругом, вот они подарили мне, и подарки, как говорится, ну, не дарятся. Так, Леонид Кузнецов, привет с Усть-Куломского района, привет, землякам. Алексей Перевозчиков, привет, с праздником, осторожнее по первому льду. Вот и осторожничаем, то, что на Печору не идем. Если на озере есть какой-то шанс выйти, то если бульк будет под лед Печоры, там течение и все такое, опасно. Многие говорят, почему ты рискуешь? Ну, во-первых, у меня в руках всегда пешня, она у меня тяжелая. Если пешня пробилась с первого раза, то я уже туда не наступаю. Пешня выдержала, 100% человека выдержит этот лед. Юра Мезенцев, с днем рождения канала. Спасибо, Юра. Юра, это тоже мой земляк, правда, сейчас он живет далеко от нас. Я же даже забыл, где живет. В Тюмени? Не, если неправильно, поправь меня, Юра. Далее, Витин Найни. Привет из Литвы. Смотрим каждый ролик. Спасибо большое. Спасибо и вам. Андрайер. Алис Гуд. Зум. Гебурстаг. Russian Арнольд Шварценеггер. Алис Гуд. Все хорошо. Зум Гебурстаг. Русский Арнольд Шварценеггер. Да куда мне до Шварценеггера, далеко еще. Вы что? Я сейчас вот совершенно бросил турник уже, наверное, с весны. Летом что-то с поездками все было некогда. И сейчас что-то одно другое, можно сказать, обленился. У меня даже вот брюшко немного начало появляться. Забросил, даже зарядку очень редко делаю. Так что до Шварценеггера мне еще очень-очень далеко. Сергей Беляков. Геннадий с Днюхой. Спасибо, Серега. Побольше подписчиков. Давай больше рыбалочки. Насчет подписчиков. Всегда как бы в день рождения канала я подвожу промежуточные итоги. И сегодня сообщаю их вам тоже. Когда мне исполнилось каналу всего 1 год, у меня как раз к тому времени набралась первая 1000 подписчиков. 1000 подписчиков я зарабатывал целый год. Когда было 2 года каналу, у меня было 3000 подписчиков. То есть пропорция в 2 раза больше. Когда прошлый год у меня на 3-летие канала было где-то у меня вот 17 800. То есть получается 14 тысяч за год собрал. Я был очень рад, такая, скачок. Я был очень доволен. И за этот год, вот за 4-й год, получается, сейчас у меня 27 800 вижу. Это получается у меня 10 тысяч. То есть
прошлый год даже был более результативный насчет подписчиков, чем вот этот прошедший, ну, чем вот этот, который прошел. Удачнее, более такой удачливый насчет подписчиков. Там, не знаю, были рекомендованные видео, там пару штук вот выстрелило неплохо. В этом году что-то у меня вот не получалось, так что-то Ютубу не нравится. Ну, я знаю, что не нравится, скорее всего, есть жалобы насчет рыбацкого. Возможно, из-за этого мои ролики не попадают на, не знаю, по-любому кто-то, кому-то это не нравится, что мы вместо чая пьем рыбацкие напитки и все такое. Возможно, из-за этого. Очень многие отписываются, опять же, за то, что есть напиток в кадре. Ну, я уже насчет этого вам говорили, и больше не будем возвращаться. Артем Щадрин, здравия вам и с днем рождения канала. Спасибо. Юрий Кулагин, Гена, смотрим, помаши. Машем, Юра, и спасибо еще раз огромное за поддержку. Дмитрий Политов, с днем рождения канал, хорошего процветания, хороших рыбалок и охот. А особенно крепкого здоровья тебе и всем твоим близким. Дай Бог, Дима, и тебе тоже здоровья. Михаил Лыков, скорее бы избушечка с яишенкой. Избушечку тоже как бы хочу по избушечке соскучился, скажу заранее. Сейчас, пока будет первый лед, мы немного поменяли место дислокации и не будем жить в избушечке, а первое время поживем на летней кухонке, которая в деревне у нас. Во-первых, там электричество, во-вторых, интернет. Я хоть по комментариям не буду отставать и кое-что, может, буду успевать, ну, работать на компьютере, там, вечерами, туда-сюда. Прошлый год, когда я жил в избушке, у меня просто было огромное отставание по роликам, по комментариям. Я потом догонял 2, 3, 4 недели у меня было отставание. Так что в связи с этим у нас в этом году, по крайней мере, на первый лед будет не в избушке, а, ну, это такая же избушка, в принципе, ну, моей деревни, благоустроена, можно так сказать, с электричеством, с интернетом каким-никаким, ну, есть там. Яичница тоже будет. Владимир Никулин, Геннадий, с праздником тебя, процветания твоему каналу, спасибо, удачи, здоровья. Раймонд М. Литва смотрит, всем привет. Привет, Литва. Сергей Михайлов. Чолом Сыктывкара. Чолом по коме это приветствие. Привет, Сыктывкара. Привет и вам, Сергей. Анна Беспалова. Привет, привет. Чуть не уснула в ожидании. Ну, я что-то так подумал, что можно было пораньше, конечно, начать, но думаю, 7 часов как раз все закончили свои дела. И вот почему-то решили на 7 часов. Ник-ник. Геннадий, привет. Привет, Николай. Сан Саныч. Ну, Гена, за тебя и твой канал. 100 грамм чайку. Где там твои трубочки рыбацкие? Вот мои трубочки рыбацкие. Честное слово, они очень и очень вкусные. Спасибо, Валентина. Так. Потерял. Ник-ник, с днем рождения, все благ. Спасибо. Владимир Михайлов, привет, Байкаля. Гена, с днем рождения канала. Михаил Гущин, привет. Петров Илья, да. Ну, это насчет вопроса, то, что я Люке говорил. Алексей Север, приветствую, земляк, Сыктывкар на связи. Всегда лайки, даже если не успеваю смотреть. Спасибо, Алексей. Дмитрий Иванов, с праздником, Гена, с праздником канал. Долгих лет, миллионы подписчиков. Твои слова, Дима, да Богу в уши. Дай Бог. Чем больше подписчиков, чем больше просмотра рекламы, тем больше будет доход на канале. Это и средства на бензин, и на поездки, и на приобретение тех или иных гаджетов, вещей и все такое. Будем живы, не помрем. Планы грандиозные. В планах и все-таки, может быть, когда-нибудь состоится и сплав по Печоре до города Печоры. Я уже 2 года планирую, все что-то никак не получается с этой картошкой. Но в этом году я уже точно запланировал, что один огород еще забросил еще, а огород в следующий год сажать не буду. Будет немного больше свободного времени. Может, все получится. Василий Литвинов. С днем рождения, спасибо, привет, Геннадий, все благи процветания каналу, привет супруге Роману, всем крепкого здоровья. Роман навряд ли сейчас смотрит, мы забрали все смартфоны, но будем созваниваться, передам привет, скажу от всех подписчиков, может так, с каждого, может быть, не вспомню, но скажу, друзья передавали привет тебе тоже.
Евгений Рочев, привет, поздравляю. Женя, возможно, это Женька Рочев, с кем мы были в командировке. Если так, то напиши, маякни. Может, я путаю, просто может однофамилец, одна тезка. Дмитрий, здравствуйте, Геннадий, с праздником вас давно не смотрел, ваше видео в тайге, был на охоте, а там интернета нет. Я знаю, интернета в тайге нет, я из-за этого и буду сейчас проживать первое время на летней кухне в деревне, чтобы быть с интернетом, чтобы быть с вами на связи, друзья. Петров Илья что-то написал, удалил. Так, Василий Терентьев. Виджаолан Геннадьевич, с днем рождения канала. Всегда смотрим и ждем твои видосы. Виджаолан по коме, это тоже приветствие. Здравствуй, здравствуй, Василий Терентьев. Сергей Михайлов. Роме хорошо служить, не болеть. Дай Бог не болеть. Дай Бог, что этот спутник не принесет вреда здоровью. Валерий Самохин. Гена, привет из Днепропетровска. Целый день ждал твоего стрима. Знаю, ты лучший блогер России, кто освещает все прелести рыбалки. Все по делу и правдоподобно. Я тоже в 1984 году служил в Коломне. Город очень... И что-то дальше не написал. Ну, дай бог, чтобы... Если тем более ты служил в Коломне, там вроде бы одна часть только. Вроде бы ракета. А может сейчас что-то есть еще. Я, честно скажу, подробности я не знаю. Как узнаю, расскажу. Александр Решетняк. Привет из Симферополя. С днем рождения канала. Смотрю уже третий год. Вы для меня по ту сторону экрана стали как родные ролики, не о рыбалке. Они даже добавляют интерес, у канал делается лучше. Я стараюсь, да, всего понемножку показать не только рыбалку, охоту, а немножко быт, немножко жизнь деревни, немножко праздников. В принципе, если зайти в плейлисты, и там я все раскидал по полочкам. Бывает такое, что особенно межсезонье, затяжное межсезонье, там промежутки по роликам не могу ничего выставить. Кто недавно на канале, заходите в плейлисты там на любой вкус и цвет, там все разложено по полочкам. Зимняя рыбалка, летняя рыбалка, охота. Я вам скажу, есть что посмотреть. Роликов 800, наверное, точно у меня уже там есть за 4 года. Иван Носков, с днем рождения канала. Привет из Сыктывкара. Рыбалка. Привет, Иван. Рыбалка Нижегородская область. Привет с Нюхой. Петров Илья. Гена. Финансы поют романсы. Еще и ногу повредил. Лички спишемся или созвонимся. Поговорим. Понял, Илюха. Не дурак, дурак бы не понял. Финансы, да. Финансы. Мне кажется, в наше время у всех поют романсы. Не только у нас с тобой, Илюха. Жизнь такая, что зарплаты падают, цены растут, черт тебе знает, что творится. У меня сейчас тоже напряг вот с этим отстранением от работы. Если супруга отстранят с работы из-за этого спутника, то что отказываемся уколоться, то это будет вообще труба. Прорвемся, как говорится. Так. Кулер МВ2. Привет, Геннадий. С днем рождения канала Комирбак. Удачи, здоровья, процветания. Спасибо. Иван Афонин. Привет, Иван. Ген, привет, с днем рождения твоего канала. Привет из Омска. С Иваном мы тоже, можно сказать, знакомы почти уже лично. Созванивались, переписывались. Иван Федоров из Башкирии. Большой привет. Привет, Иван. Так, Михаил Лыков, Гена. Да, привыкай, все норм. Не нагнетай. Я... Сейчас, секунду, передвину немного. Мышку надо. Так, куда я делал? Потерял. Так, я огород поехал после нее. Я огород пахал после нее и норм. Так что ставь и не рискуй. Ну, не знаю. В принципе, я вот... У нас такая система с этими, вообще с этой болезнью. Народ много болеет, много мрет, в том числе и привитых. Я год назад осенью, мне так кажется, 100% это был ковид, я переболел этой болезнью уже, потому что приезжал Ромка, и с Ухты, скорее всего, привез эту заразу, и мы заболели, вот, и все симптомы были, обоняния не было, температура, у меня, в принципе, температуры никогда не было, я никогда в жизни не болел ангиной, гриппом, не знаю, не помню, может быть, в детстве когда-то, не помню я, чтобы я болел, это гайморит, да, там, бронхит, да, бывает, но вот это никогда нет. А тут у меня поднялась температура, обоняние закончилось, ну,
Я через 4 дня что-то все равно встал, пошел там шиповник, собирал, лечился, эти отвары, настои, вылечился. Никто не брал анализов, никто не знает, что, чем мы болели. Супруга болела 2 недели, температура не падала. Когда анализы не делали, потому что, говорят врачи, они всевидящие, нет признаков, по которым мы вам будем брать анализы. Ну и что? Потом все-таки, когда мы настояли, нас отправили на рентген. Рентген показал, что у нас признаки хронического бронхита. Вы, наверное, курите? Врач такой, да нет, мы не курим. Просто все-таки это был, наверное, ковид, просто он прошел в легкой форме. Я так думаю, антитела, дай бог, у меня в организме есть. После этого как бы э, контактировал, можно сказать, и с больными ковидом, потому что переболели в деревне уже очень многие, в том числе и родственники, и знакомые. И мы в одно время даже общались, буквально через день потом узнавали, что человек болеет ковидом. В общем, у нас берут анализы только тогда, когда человеку уже плохо, чуть ли не при смерти, только тогда отправляют на анализы. А так тем, кто в легкой форме болеет и является переносчиками этой заразы, никого не отправляют. Это все платно. А даже вот то, что вот даже Рома болел, допустим, у него антитела есть, да, никто не берет анализы на антитела, и тем более по этим анализам не дают медотвод от прививок. То есть это все надо официально. Такой дурдом с этими прививками не хочется слышать. Бог даст, выживем. Это эпидемия, как чума раньше была. Анна Минибаевна Б. Перевод. Спасибо, Анна Минибаевна. Тоже не первый раз уже помогает. Я уже запомнил вас. Огромное вам спасибо за перевод. Так что вот как-то так насчет этих прививок. Виталий Катамков, мурманчанин из Самары. Уважаемые зрители и друзья, не забываем проставлять лайки, это нетрудно сделать, пожалуйста. Спасибо за поддержку, Виталий. Просто отдых на рыбалке. Верхотурье с вами. Здорово, Гена, с днем рождения канала. Привет, Серега. Республика Коми тоже с вами. Юра Кулагин. Так, Гена. А где Рыбацкий? Я налил, жду. У нас тоже завтра зима начинается, так что скоро на рыбалку. Ну, Юра, твое слово закон. Васильевна, чарочку налей, пожалуйста. Ждет Юра Кулагин. Ну, Юра, грех с тобой не вмазать Рыбацкого. У меня здесь, кстати, не только вот трубочки. У меня вот солом, вот еще свежепросоленькая щучка. Вот некоторые щуку едят только в жареном виде. Я ее просаливаю, и в малосольном виде она очень и очень вкусная. Также вот у меня еще есть здесь вот такой вот салатик обалденный, называется мимоза. Позавчера делали свеженькие консервы с язя, опять же, которые язя за рыбу не считают. Говорят, язь это вообще ни о чем, это вообще чуть ли не рыба. Я говорю, получается вот такие вот супер консервы. И с этих консервов вот супруга, не знаю какой рецепт, но вижу там яйца, там майонез, там много всего вкусного. Салат получается просто обалденный. Помидорчики, огурчики, ну, в принципе, вот в этом уголке стола много чего есть. Все показывать не буду. Но чарочку с Юрием Викторовичем маханем. Ну, давай, Юра, спасибо. Огромный друг. Рыбацкий напиток. Я надеюсь, ты там по ту сторону экрана сейчас тоже поднял. Если кто поднял еще из друзей, подожду сейчас 3 секунды, чтобы все начислили. Много не будем, все-таки у нас прямой эфир, чтобы потом не заплетался язык. Давайте, друзья, огромное всем спасибо за поддержку. Нас сейчас смотрят 163 друга, даже так скажу, 159. Уже народ уходит. Это ярые противники вот рыбацкого напитка. Ну ничего, многие уже ушли с канала по этой причине, но я не буду никогда лицемерить, не буду никогда говорить того, что нет, и не говорить того, что есть, вот скажем так. Если мы употребляем, а так, я думаю, процентов 90 делают на рыбалке, на охоте, и тем более в избушках, после холодного дня замерзшей пару чарочек, это никому еще никогда не вредило, это всегда на пользу. Главное, чтобы было это в норме, главное, чтобы не было перебора. Так что всем огромное спасибо за поздравления. Юра, в первую очередь, и давайте вот маханем. Так, будем здоровы. Всем здоровья, друзья. Будем.
Рыбу, конечно, чистить я сейчас не буду, потому что руки будут рыбе, мне тут надо еще и на ноутбуке. Отвык от мышки, работаю час вот так вот пальцем. Так что я надеюсь, не только Юра поднял чарочку, а еще много друзей. Рыбалка на Печоре. Всем привет, Гена, с днем рождения канала. Я на минутку еду на работу. Рыбалка на Печоре — это канал на ютубе моих земляков тоже, город Вуктыл. Это от нас, в принципе, недалеко, они чуть пониже по Печоре. Алексей, Светлана, Остапчук. Они молодцы, всегда ездят вдвоем, в паре. Намного удобнее, конечно, один насчет съемки туда-сюда. Очень редко Алексей выезжает один. Ну, может, пару раз он выезжал без Светланы, там где-то в избушках, там в черных избушках. А так они всегда молодцы, всегда вместе. Тоже ждут ледостава, чтобы поймать налимы. Канал у них называется «Рыбалка на Печоре», так что заходите, смотрите. В принципе, рыбалка такая же, как и у меня. Рыбалка на лесных речках по Хариусу, рыбалка на налима. Летом это, конечно же, спиннинг. Щупаков они хороших тоже таких ловят. Ну, молодцы. Так, Александр Грачев. Привет из Казахстана. Караганда. Привет, Александр. Виталий Стрекалов, тоже один из первых подписчиков. От души поздравляю, процветания, терпения, Геннадий. Спасибо, Виталий. Вадим Смагин. С праздником. Спасибо. Малиновский. Геннадий, вечер добрый. Смотрю ваш канал, всегда жду новых выпусков. Почаще выбирайте тайгу с ночевками. Интересно смотреть рыбацкий быт и тонкости проживания. По возможности будем, конечно, выезжать. Весновка, да, мы там месяц почти жили в палатке. Не то что в избушке, а в палатке, получается, жили. Зимой будем жить в избушках. Летом как-то у нас в избушках не получается, потому что далеко заезжать в тайгу нет, не то что нет времени, а я вам честно скажу, летом в тайге, в дальняке, там мне немного не то, что не по кайфу, а, во-первых, ненавижу комаров, это раз, боюсь медведей, это два, в-третьих, у нас отличная рыбалка летом на Печоре, то есть поймать того же хариуса, допустим, а как вы знаете, летом жара, это надо быстренько все убрать и просолить или в морозильник убрать, или если ты заехал в тайгу, или сильно пересаливать, что я не люблю эту пересоленную рыбу. То есть сохранением рыбы огромная проблема летом. И из-за этого я как бы на Печоре, чтобы быстренько заехать домой и убрать все. И рыба сохраняется лучше, и проблем меньше, и не комаров. Выехал на Печору, можно раздеться до трусов, загорать и все такое. Ну, есть рыба на Печоре, можно ловить на Печоре. По этой причине я не выбираюсь летом тайгу. А зимой, да, зимой комаров нет, медведей тоже, можно и по избушкам покататься. Так, Carving Art. Сергей, который мне смастерил моего медведя с щукой. Был ролик уже, кто не видел, можете зайти. Carving Art, это мастер с бревна может за день при помощи пилы и болгарки сделать произведение искусств. Кстати, ты мне так и трубку не взял, я тебе звонил, Серега, насчет рыбалки. Ну и правильно сделал, что не взял трубку, правильно сделал, что с нами ты не поехал. Мы созванивались на совместную рыбалку, рыба не клевала в тот день. Ну, в общем, увидишь ролики, и ты не пожалеешь, что с нами не поехал. Если 15-го ты не уедешь, то мы еще съездим. Ты 15-го собирался куда-то там уезжать на вахту. Если не поедешь, если нет, так приедешь, мы сгоняем. Рада вас видеть, смотрим всей семьей. Поздравляем с днем рождения канала. Привет, Серега, привет всей вашей дружной семейке. Вася Иванчук, Ген Геныч, привет из Германии. Роману привет и удачи, с большим удовольствием смотрю твой канал. Иван Григорьевич, привет и семье. Привет и тебе, друг. Свет ночи. Геныч, с праздником каналу желаю тебе долголетия. Уважаемые зрители, ставьте лайки, это важно. Это у нас Свет ночи, это у нас Надежда, можно сказать, поэтесса, не побоюсь этого слова, потому что она на ходу просто пишет, сочиняет стихи, это очень красивое. Тоже есть канал, молодой канал, мало друзей, подписчиков, можете зайти, посмотреть. Ролики короткие, но добрые, светлые ролики, так что заходите, смотрите.
Атомкоп. Нажимаем на лайк. Привет, Виталий, спасибо. Ну, за канал. Лови перевод на камеру. О, видите, как я много отстал. Юра Кулагин. Я уже, наверное, минут 20 назад, а только это я представляю, сколько я отстал уже по комментариям. Анна Беспалова. Рыбаки, поможем приобретении камеры. Вот Анна Минибаевна Б. Это как раз и получается, видел я ваш перевод. Спасибо. Сергей Чецкий. Геннадий, привет от всей души. Поздравляю тебя, твой канал с днем рождения. Процветания подписчиков и трофеев на зимней рыбалке. Спасибо, Серега. Ник-ник. Геннадий, а будет рыбалка в режиме реального времени или пока это только в планах? В планах точно есть, потому что вот сейчас смартфон, который записывает трансляцию, получается, это не просто так, это я купил взамен того телефона, который уже не держал заряд, который был утопленником в лодке, утопил его и зимой просто выключался. У этого 10 тысяч миллиампер емкости, и в планах также как-то, не знаю, или помощью Powerbank сделать не то чтобы в режиме, да, прямой эфир также с этого телефона хочу закрепить, поставить. Это, скорее всего, будет в районе или моей деревни, ближе к вышке, чтобы, или в районе этого поселка Троицко-Печорск, чтобы связь была хорошая, чтобы не терялась, не зависала. Ну, так как здесь поблизости нет избушек, и чтобы была рыбалка, я, скорее всего, поставлю палатку Алтай, поставлю туда печку, навезу дров, и это будет рыбалка в реальном времени, прямой эфир, все это будет, по крайней мере, это в планах. Скорее всего, это будет в морозы, потому что в морозы много не покатаешься, далеко не покатаешься, как было прошлый год, февраль у нас жало морозами, но в палатке Алтай, если там есть дрова, будет тепло, и на Печоре рыба есть, возможно, мы что-то даже поймаем в прямом эфире. Вот такие вот планы на будущее, но это уже после первого льда, после рыбалки на Налима, это скорее будет всего в глухозимье, это январь, февраль, когда еще на весеннюю рыбалку рано, на осеннюю уже поздно, когда дни короткие, а при помощи света и связи мы попробуем что-нибудь организовать. Так, Артем Растворов. Артем Растворов. Так, не вижу. Так. Геннадий, добрый вечер. Поздравляю с днем рождения канала. Это, скорее всего, тоже мой односельчанин. Привет, Артем. Илья Сахара. Илья Сахаров перевел. Спасибо, Илья. И новых роликов. Здоровья, Геннадий, тебе и твоей семье. Огромное спасибо. Твоим тоже. Здоровья, Дмитрий Коп. Геннадий, привет из Нижнего Новгорода. Поздравляю. Что-то мозг зачесался. Твой канал, радуюсь своими видосами. Все, класс, мужик, ты хороший, уважуха тебя. Владимир Погорельский. Гена, куда попал служить Ромик? Ну, я уже говорил, Московская область, город Коломна. Наталья Космынина. Сообщение удалено отправителем. То есть написала, удалила. Валерий Самохин. Привет из Днепропетровска. С днем рождения канала. У тебя самый интересный канал. Просто супер. Спасибо. На добром слове. Так. Александр Трубицын. Гена, привет из Сыктывкара. Когда с Дрюней рыбачить будете? С днем рождения канала. Ну, я уже ответил вначале, если вы не смотрели, повторюсь, на первый лед. Как только встанет лед, как только будет возможность выйти на лед Печоры, я набираю Андрею, Андрей приезжает, и мы тут делаем вещи по налиму. Лишь бы не было тепла, чтобы все это не уплыло, потому что уже одна возможность была поставить палки. Хорошо, что я их не поставил, потому что этот лед весь ушел уже, и также бы палки мои уплыли. И рисковать впустую незачем. Дождемся зимы, дождемся льда, и будет рыбалка. Евгений Каканин. Геннадий, поздравляю с днем рождения. Спасибо. Так. Колон Милон. Привет с юга Коми. Поздравляю с днем рождения. Канал Удачи на рыбалке и охоте. Спасибо. Наталья Космынина. Пламенный привет из Сибири, Красноярска. Ох, как перестанешь... Ох, когда перестанешь завихрять? Ну, ты уже что-то написала, Наталья, удалила. Я так и не понял, что такое завихрять. Если вот это, перестану, когда лягу в гроб, тогда перестану. Если насчет этого, может быть, я ошибаюсь, не знаю. В меру можно, да. Перебор это плохо, а не ради пьянки здоровья для, это всегда можно.
Кирилл Малой, с днем рождения канала. Привет из Печоры. Привет, земляк. Александр Грачев. Геннадий, почему не выпускаешь видео про рыбацкий напиток? Ну, почему не выпускаю? У меня есть ролик, как я ставил брашку. У меня ролик есть по перегонку, который набрал более полумиллиона, ну где-то около полмиллиона просмотров. Рыбацкий напиток по изготовлению я прошлый год летом выпускал. Народ смотрит, народ комментирует. Были разногласия, кто за, кто против, там все про очистку колонну. Ну, можете зайти и посмотреть. Это прошлогодний ролик или просто в поисках наберите рыбацкий напиток или как там, не помню, уже был. Забыл. В общем, был у меня канал, ролики про это. Одинаковые ролики стараюсь не делать. Меня попросили, я показал, как изготовляю. Был даже ролик, как я с помощью колонны делал двойную перегонку. Даже такой ролик был. И, кстати, получился не самогон, а чистый спирт. И чистый спирт я разбавил водой, он получился сухой. И, честно скажу вам, двойная перегонка мне почему-то понравилась меньше. Все-таки я привык к классике жанра. Это просто чистый самогон, без хвостов. Он реально лучше, он мягче, я от него не болеешь, так как от спирта. Ну, я говорю, тут на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то за двойную перегонку, и ни с кем не буду спорить, никому не буду навязывать. Скажу вам одно, друзья, немало уже тех, кто пробовал вот этот напиток, и никто еще не сказал, что этот напиток плох, что от него болит голова или какие-то дурные последствия, все такое. Кто не пробовал, говорит вот так, и, ну, в общем, как-то вот так. Так, ответили Лыков, так, Макафта ТВ. Геннадий, расскажите, пожалуйста, про коми засол рыбы. Так, ну, тут есть небольшие заблуждения многих, кстати, про коми засол. Как говорят, коми засол, это когда коми люди ловят рыбу, специально ее тушат в тепле, чтобы она завоняла, а потом засаливают и едят эту вонючую рыбу. Это далеко не так. Это не коми-засол. Я вам скажу, я такую рыбу и сам есть никогда не буду. Коми-засол это когда вот рыба лежит в леднике, как обычно коми люди засаливают. Я уже показывал, у меня тоже ролик был, как засолить рыбу. Просто я, допустим, ну, кровь не вымывается, чешуя не чистится. С кровью, с чешуей слой рыбы, слой соли. И обычно деревянные бочки, если есть. Нет, так там эмалированную посуду или какую-нибудь. И просто это в ледник все. Я обычно как делаю? Как месяц-два пройдет, я это достаю, чтобы рыба не разваливалась, и пакетики и замораживаю. А если держать до лета, ну, где-то в августе, в сентябре, снег начинает таять, температура начинает в леднике повышаться. И рыба, даже вот, если не сильно пересолена, конечно, начинает как бы от кости отходить, немного разваливаться, и запашок такой у нее типа с кислинкой получается, с кислинкой. На запах, как бы, да, неприятный такой запах, но на вкус это просто обалденный. Вот это коми-засол, когда рыба сначала просаливается, а потом подкисает в теплой температуре, ну не в нулевой +1, а там +10 хотя будет. Немного, да, запашок есть. И очень хорошо, картошка в мундире, вот эта рыбка просто супер обалденно. И ем, я такую тоже рыбу ем, уважаю и люблю. Просто, ну, я сейчас до такого не довожу, я просто в пакетике замораживаю того же язя, потом достаю, он у меня просто вкусный, без коми-засола. Но коми-засол, если что, я могу поесть с удовольствием, особенно с картошечкой. Народ, прижимаем лайки, это важно для Генгеныча. Виталий меня поддерживает тут с Самары. Так, Ганнибал Лектор. Геннадий, добрый вечер. Южный 1, дом смотрит. Привет, вот как мы видим, даже люди с моего поселка смотрят. Ну, многие, конечно, смотрят, не все комментируют, но знаю, что смотрят. Александр Ситкарев, удален. Так, Александр, поздравляю с праздником тебя, спасибо. Марина Соболькова, привет из Москвы, с днем рождения канала, спасибо, Марина. Юра Кулагин, жалобы есть насчет рыбацкого. Наливай, рыбаки поддержат, не сомневайся. Нет, Юра, пока погодим, а то прошел только еще час, даже меньше часа. Если мы будем раз в полчаса, я просто к 10 часам утухну уже, наверное. Юра, вот когда приедешь ко мне на рыбалку, мы с тобой и нальем и первый, и второй, и третий раз.
это будет по-любому. Так, ник-ник, ничего, Геннадий, русские долго запрягают, но быстро едут, так что подписчики будут. Будут, почему нет? Потихонечку растет. У меня один раз, когда мы вот на Бухлоплот ездили, там был в минус, я сразу минус 1000 подписчиков ушел. Было 13, допустим, стало 12. Ну, потихонечку, уверенно так, как бы постоянно есть. Вот когда чуть быстрее, когда чуть медленно, но подписчики растут. Огромное, друзья, всем за это спасибо. Если есть возможность кому-то порекомендовать мой канал, там, друзьям, товарищам, соседям, родственникам, то буду этому только признателен. Так что, сколько у нас сейчас вот? 27 800 было на этот, 878 даже вроде бы было на момент открытия этой трансляции. Так что, если сейчас каждый позвонит своему другу, брату, сестре, родственникам, друзьям, скажет, друган, вот, сделай доброе дело, подпишись на канал Гомер Рыбак. Может, кому-то и понравится, не понравится, отпишется обратно. И посмотрим, как возрастут сегодня наши подписчики в честь дня рождения. Было бы неплохо. Так, когда-нибудь серебряную кнопку, если доживем, мы обязательно обмоем рыбацким. Удивительно, рядом написали, удалили. Андрей Зданович, Геннадий, привет вам. Ждем лед на Кубенском озере. Всегда вас смотрим. С Вологды привет. Кубенское озеро. Что-то не понял немного, что-то Кубенское озеро. Так. Не понял немножко про озеро, но привет. Александр Волкович. Здорово, с праздником. Привет. Вера Игнатова. Процветание каналу Искому. Искоми. Привет, Вера. Сергей Андреев. Виджа Олан, Гена, с днем рождения канала. Ромке привет. Привет, Серега. Повторюсь, Виджа Олан, по коме это приветствие. Типа здравствуйте. Николай Бондарчук. Привет из Казахстана. Геннадий, все ролики смотрю, всегда лайк. Привет, Николай. Александр Пархачев. Привет с Юга Коми. Смотрим, наблюдаем за каналом. Удачи вам, процветания каналу. Привет, Александр. Это у меня земляк с Переулского района. Как-то я даже отправлял ему плотвичку вяленую для пробы. Как, Александр, понравилось? Ну, что-то мне не получается с этой плотвой больше съездить. Не получалось так. Тогда нормально наловил, поцелил, угощал. Римас ЛВ как дела? Да нормально, Римас. ЛВ так-то не Римас, конечно, это вроде бы Питер, если мне память не изменяет. Антоха Карнасенко, давай рыбалку, нечего дома сидеть. Ну, какая сейчас рыбалка, я уже повторюсь. Во-первых, сейчас вечер, во-вторых, нету льда на Печоре. Какая может быть рыбалка на озерах? Вот сейчас выйдут завтра ролик, послезавтра. Вы сами все посмотрите, увидите, какая сейчас рыбалка. Так что можно в такое время посидеть дома. Тем более, я уже повторюсь, у меня ремонт автомобиля. Нивушка моя уже устала, сыпется, рассыпается. И за ней надо следить, за ней надо смотреть, что не всегда получается делать. Ну, ломается, да, приходится ремонтировать. Валерий Макаров, с днем рождения канала «Рыбацкий напиток» это класс, пусть завидуют. Ну вот, Валерий Макаров знает, что рыбацкий напиток это класс. Сашкова Пасека. Добрый день, Геннадий. Добрый вечер, наверное, уже, да? Макс Лисовский. Самогоноварение, кулинария. Добрый вечер с именинами канала «Процветание здоровья». Вот, кстати, тоже самогоноварение, кулинария. Самогон варят многие, вот и Макс Лисовский тоже варит. Зайдите да посмотрите, как делается рыбацкий напиток. Каждый делает это по-разному. Вот. Макс Лисовский, наверное, по-любому делает это тоже неплохо. Не пробовал, правда, у Макса, но, может быть, когда-нибудь да попробуем. Так. Боевой товарищ, привет из Кюрдамирский район, Азербайджан. Привет. Томас Каупа, привет. Алкаш, привет. Я алкашом себя не считаю. Есть такие вот, которые хочется как бы насолить туда-сюда. Вы меня этим не возьмете. Я знаю, что норму в рыбацком я знаю, меру знаю. Если я 2-3 чарочки маханул,
Могу расслабиться иногда, выпить там пол-литра, допустим, на двоих вечерком. Это ничего плохого нет тоже. Так что ваши высказывания меня ровно не возьмут, это уже однозначно. Сашка Апатько, с днем рождения канала, Киев с вами. Артур Мельник, Геннадий, с праздником, ну и нас. Смотрю тебя ровно год, все душевненько, все супер. Артур, вижу я постоянно ваши комментарии тоже под роликами. Огромное вам спасибо за поддержку. Марина Головина, привет из Инты, поздравляю. Марина тоже постоянный зритель нашего канала, всегда вижу, спасибо. Привет, Инта. Николай Бондарчук, Геннадий, я не употребляю, но против Рыбацкого ничего против не имею. Наоборот, ролики душевнее получаются. Ну, если только в меру, конечно. И после не люблю в течение дня, потому что, тем более на реке, это река пьяных не любит. А вечерком, почему бы нет, после трудового морозного дня, вечерком в избе или там на летней кухне по чарочке, это, я думаю, только в пользу. Владислав Андроников, Геннадий, привет, с днем рождения канала. Это мой земляк с моего поселка. Привет, Влад. Ждем ледостава. Влад тоже рыбак, знаю. Совместной рыбалки нашей не было, но на переправе вместе тут недалеко друг от друга рыбачили. Смотрим, переживаем всегда. Тоже пишет Влад. Николай Барановский, с днем рождения, процветания канала, спасибо. Деревенский подвох из Нюхой, видео супер, посиделки в избе, класс, рыбалка есть, ну а рыбак как получится, снимай также. О, Самогон Саныч, поздравляю с днем рождения канала, привет из Турции, лайк. Вот, кстати, Самогон Саныч, это Константин, у него на канале тоже огромное количество подписчиков еще, тоже пробовал мою вяленую рыбу, отправлял, он дегустировал с пивом, говорит, понравилось. Делает напитки, правда, я тоже не пробовал. Если отправит в подарок, я, конечно, попробую, но делает вот я смотрел его ролики, очень красивые напитки получаются, всякие. Он и пиво сам варит, и всякие самогоны такие, подробно рассказывает, как изготавливать, как очищать. Человек мастер своего дела, опять же, видите, даже Самогон Саныч, хотя он Константин Александрович, а канал у него называется Самогон Саныч, так что заходите, смотрите, у него действительно есть чему поучиться насчет самогоноварения. Так, уже в Турции, ну, везде успеет. Деревенские подвохи, смотрим с удовольствием. Forest Edition 35. Привет, Геннадий, мои поздравления. Удачи во всем, крепкого здоровья тебе и твоим близким. Константин Барашко, привет из Якутска. Поздравляю, процветания, удачи во всем. Привет, Якутска. Там, наверное, у вас уже зима. Я видел тоже ролики с Якутии у блогеров. Давно уже ловят налима и не только. Зима у вас приходит намного раньше. У нас раньше тоже, лет даже 30 назад, помню, даже зима приходила вовремя. В начале ноября уже всегда стояли у нас наливники, палки на наливов. На осенних каникулах я с отцом всегда уже бегал вот таким мелким, помогал отцу там, ну, рыбачили на наливах. Теперь я не знаю, что с природой, просто зима ни о чем. Осень, зима наступает поздно, весна наступает рано, то есть глобальное потепление какое-то. Раньше в наших краях зимы были по 40-50 градусов, теперь у нас, если 30 градусов, уже актированный день. Раньше мы в 30 гуляли по улице спокойно, да и в 40 гуляли, когда актированный день для нас это было праздником. Так, Печорские зори, здравствуйте, Геннадий, на первый лед не выходили? Это Кирилл у нас тоже, Кирилл с моего поселка. Если ты смотрел мой канал, ты бы уже увидел, что мы выходили на первый лед на озера и ни разу же. На Печору пока еще не выходили, очень опасно. Деревенский. Привет, Гена, с днем ангела тебя, Урал с тобой. Привет. Ягморт. Рыбацкого на грудь и никакой ковид не возьмет. С днем рождения, земеля, щука с язем в любом виде класс. Ягморт это тоже мой земляк. Тоже есть канал у него, вот Ягморт, можете зайти посмотреть. Влад Андроников, процветания каналу. Привет. Дмитрий сообщение, вот так удали, удивительно рядом. Геннадий, приветствую, поздравляю с днем рождения канала, желаю успеха, развития, крепкого здоровья. Ну и традиционно ни хвоста, ни чешуи, пальцы кверху.
Самогон Саныч, присоединяюсь к чарочке. Ну вот, кто, но Самогон Саныч всегда поддержит. И чарочку рыбацкого можно, наверное, маленькую. Васильевна, капни немножко нам, пожалуйста. Немножечко. Юрий Яковлев, с днем рождения канала, всех благ. Спасибо, Юра. Михаил Лыков, ну, за рыбалку. Сейчас мы маханем буквально капельку, немножко. Чуть-чуть. Как это? Забыл. Ладно. Нет, это чуть-чуть-то, которая... Девка-то там. Михаил Лыков, ну, за рыбалку. И Сергей Егоров, Гена, привет, здоровья тебе и твоим родным. Удачи. Владимир Погорельцев, присоединяюсь к чарочке. Это, наверное, еще первой чарочки, когда налита была. Ну, а у нас уже подоспела вторая чарочка. Друзья, поднимем вторую. Чувствую, как я много уже отстал по комментариям, но постараюсь ответить. 132 человека смотрят, 235 лайков поставили нам, так что 134 человека, будьте здоровы, живите богато. Вот, 133 уже, и народ уходит потихоньку. Как только наливаем рыбацкий, сразу пару человек уходит. Ничего страшного. Будем. Будьте здоровы, живите богато. Это рыбацкий напиток, это не спиртной напиток. Так что не стоит здесь у нас ни бутылки с водкой, ни с пивом. Это просто мортик. Это просто все смонтировано. Так что яростные спортивники спиртного, знаете, это постановка. Ну, а друзья знают, что это такое. Так, Михаил Лыков, ну, за рыбалку. Сергей Егоров, Гена, привет, здоровья тебя и твоим родным, удачи. Спасибо, Серега. Владимир Погорельцев, присоединяюсь к чарочке. Так, мы тоже прошли. Наталья Космынина, а мне так и не ответил. Почему не ответил? Я же ответил. Я, правда, не понял там одно слово какое-то, я прочитал, ответил. Юра Кулагин, с днем рождения, налил и чокнулся с тобой. Ну, это, наверное, ответ на первую чарочку еще, а тут уже вторая подоспела. Надежда Жукова, поздравляем с днем рождения канала. Надежда Жукова, это сестра моей супруги. Привет, Надя. Просто отдых на рыбалке, хорошее дело, я поддержал. Серега, я с тобой. Наталья Космынина. А Саша? Саша? Какой Саша? Если Саша Калина, то у нас рыбалки будут. Как будут рыбалки, так и будут. Я говорю, пока рыбалки ни о чем, и просто так сопли морозить. Когда будут рыбалки, будет и Саша Калина, и все, если вы про Калину имеете в виду. Перевод от Дмитрий Пантелеймонович. Дима, огромное вам спасибо. Потихонечку в копилочку собирается. Камеру все-таки мы обязательно приобретем. Это будет GoPro 9 модель. Почему не 10? До 10 стоит полтинник. 9 модель стоит 42 тысячи. И вот я жду скидку. Как-то была уже в августе скидка 3000. Это 38, что ли, даже была камера. Но я надеюсь, тысяч за 35. Вот на Алике была на 11 ноября 33 тысячи. Но я не стал рисковать на Алиэкспрессе. Я так думаю, в районе 35 тысяч, если соберу, я закажу эту камеру, в течение недели она будет уже в Ухте у меня. Зато будет с гарантией, год гарантии и все такое. И уже с официального магазина уже не так, как то, чтобы левую камеру купить, а потом мучиться с ней. Как-то вот так. Юра Кулагин, Гена, Женечка тоже поддержала. Женечка это супруга Юры. Спасибо вам. Спасибо. Уфа. Спасибо, Кулагина. Ждем в гости. Так. РС, ПС, ПСО или РС, РСО. Привет из Кыргызстана. С днем рождения канала. Телек Аманканов. Привет, Телек.
Светлана Остапчук. Добрый вечер. Вот я зашла, а тут про нас с мужем хорошие слова говорит Геннадий. Спасибо, низкий поклон вам за теплые слова. Вот я вам говорил, рыбалка на Печоре, про Светлану, про Алексея Остапчук. Это вот как раз супруга Алексея, Светлана, вот зашла тоже к нам на канал, на чаек с трубочками. Так что мы не только рыбацкие, мы еще трубочкой кушаем чаем. Готовим жасмин. Палец вверх. Спасибо. Дмитрий. Леха, рыбалка на Печоре, жду ваш стрим. Вот как раз про рыбалку на Печоре. У нас очень много общих друзей. Во-первых, мы живем в одной республике, недалеко друг от друга. Во-вторых, повторюсь уже, рыбалка у нас очень и очень похожая. Так что много общего. Дмитрий, Леха, рыбалка. Так. Ян Грамотович. Поздравляем с польски. Чего доброго тобі и для каналу топ так датей. Так, написано, я понял, поздравляем с Польши. Всего доброго тебе и для канала Роб так далее. Ну, чтоб так далее, что такое, наверное. Антон Верентенников, Ген, обнимаю, поздравляю каналу процветания. Спасибо. Ник, не Гена, я хоть не пью, но чокнусь кулаком, быть добро. Ну, Сергей Кулаков, привет, город Нязепетровска, что на Среднем Урале. Я сегодня открыл сезон на пруду, жареха есть, нюхай канал, здоровья, процветания. О, ремесла и промысел с Сергеем Башко, привет с юбилеем. Сергей Башко, это тоже мой друг с Донбасса, общаемся буквально тоже практически с момента открытия канала, ну, может быть, через полгода, может быть, через год, но не дольше. Года 3-то, наверное, тоже мы общаемся с Серегой. Серега отправлял приманки собственного изготовления. Ремесла и промысел, это не просто так написано название канала. Действительно, человек мастер свое дело, и руки растут у Сереги оттуда, откуда надо. Тоже можете зайти посмотреть, чем он занимается. Очень жаль, что Донбасс и Коми регион, не то что Коми, вообще Россия, теперь, можно сказать, не так-то просто и не то что общаться, а ездить в гости. Серега сказал, была бы возможность, я бы к тебе приехал, а я был бы этому рад. Так что, Серега, возможно, мы еще как-нибудь да увидимся. Борис Четвериков. Привет из Казахстана. С днем рождения канала. Здоровья и удачи вам. Владимир, вопросительный знак. Геннадий, привет. Поздравляю твоим каналом. С твоим каналом всех тебе благ. Передай привет моей племяннице Дарье. КЗ 14. Ну что, племянница Дарья, огромный тебе привет от Коми Рыбака с республики Коми. Не с Рыбацкой, ну, с моей квартиры, но все равно. Огромный тебе привет. Борис Зубков. Быть добру. Быть добру. Кстати, сегодня вроде бы 13 ноября что-то праздник добра или что-то такое. Да, Васильевна, какой сегодня праздник? День добра. Так что быть добру, будьте добрее. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Короче, будьте добрее, и все люди к вам потянутся. Я только за добро. Не люблю злых людей. Добрым быть приятнее. Как-то так. Ремесла и промысел с Сергеем Башко. Привет с юбилеем. Привет. Так. Я уже, наверное, это читал. Так, проскочило. Так. Александр Ушаков. Привет из Алматы. Геннадий, с днем рождения канала. Желаю тебе больше и больше подписчиков. Серега Карел с Нюшкой. Привет с Карелии. Костя Уткин. Гена, поздравляю с днем рождения канала. Ждем интересных передач. Все очень классно. Так держать, Уткин. Костя. Что ты не написал еще, как всегда? Люблю, целую, Уткин. Костян это мой бывший коллега, не
Одну смену мы с ним работали, потом он переехал в город Сыктывкар. И вот, как мы видим, тоже смотрит мой канал. Общаемся, недавно говорили по телефону. Как-нибудь да встретимся и посидим. Да, Костян? Я считаю, это будет. Наталья Борисова, что значит ваша присказка цикадан? Ну, кто как только уже не говорил это слово, не цикадан, не инцикадан там и все такое. Я уже, конечно, многим писал, но скажу вам еще раз. Йен сыкаден, вот именно дословно звучит так. Йен по коми – это Бог. Дословный перевод сыкад – это с ним. Эн, присказка йен сыкаден, там, не знаю, это как дословно, но йен сыкад – это Бог с ним получается. И вот когда, допустим, мы с отцом проверяли сети, я еще мелкий был там, о, пап, смотри, там в сетке рыба, там я еще, там, говорит, тихо, 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 не кричи, голос никогда не повышай. Просто тихо скажи, йен сыкадан. И все, чтобы не сглазилось, медозвомдящ, как говорится по коми, чтобы не сглазилось. Я с тех пор вот как-то запомнил, отец говорил йен сыкадан, мать говорила, я, хотя многие тут спорили, йен сыкад надо говорить, но у нас очень много диалектов в коми, и у каждого свой говор. Как я привык говорить это слово, как я слышал это от родителей, так я это говорю. Йен сыкадан – это присказка, чтобы не сглазить. И поверьте, иногда работает. Вот даже, можно сказать, всегда работает. Многие уже говорят, мои друзья, вот Сергей Башко, и очень многие говорят, я уже начинаю это говорить, и рыба начинает ловиться. Так что не все это просто. Я надеюсь, я вам объяснил, что такое йен сыкадан. Слышится это по-разному. Надо где-то, наверное, в описании уже написать черным по белому, чтобы вопросов не было. Николай Никитин, привет всем с днюхой. Ирина Баранова, всем привет, ура, на связи. Ира Баранова – это мой друг из Питера, муховязка. Вяжет просто обалденные нимфы, мушки. Тоже есть канал на ютубе. Правда, давненько она туда не заходила. Отправляла уже, не знаю, раза 3, наверное, мне уже свои приманки, которые она делает своими руками. Приманки работают, приманки красивые, мушки, все это у меня есть на вооружении. Удочки оснащены, в запасе есть. Огромное спасибо тебе, Ира. Ирина Баранова, мои поздравления. Спасибо. Спасибо. Так. Так. Владимир Погорельский, да, с мышкой было бы, наверное, удобнее. Владимир Погорельский, Гена, да выпей уже, не чеши нос, дружище. Генка мелкий смеется, но это не надо мной, он у него в своей там телефоне смотрит свои там прибамбасы. Рима СЛВ, привет опять, привет. Станислав Бейман, Геныч, здорово, поздравляю тебя. Привет, Стас, это мой земляк с поселка Русаново, так что он сейчас проживает в Сыктывкаре, тоже постоянный зритель нашего канала. Александр Егоров, Геннадий, привет, с днем рождения канала, здоровья, успехов и удачи тебе на рыбалке и охоте. Спасибо. Николай Никитин, ждем рыбалок, ура, рыбалки будут, будет лед, будут рыбалки. Юра Кулагин, Геннадьевич, давай еще по одной. За здоровье всех наших родных, друзей и близких. Друзья, поддержите. Ну, еще по одной-то мы уже маханули, но капельку, буквально капельку, немножко. А то мы тут быстро. Рыбацкий сила. Николай Никитин, ждем рыбалок, ура. Так, Магомед Вахидом. Так, как-то сделать так, чтобы было больше, я не успел так. Огромный привет с чеченского народа, ты молодец, всегда интересно наблюдать твою рыбалку. Привет, Чечня, Магомед, привет. Спасибо, что наблюдаете мою рыбалку, спасибо, что смотрите, благодарю за поддержку. Алексей Шестаков, с днем рождения канала, удачи, всем здоровья. Привет, Алексей. Александр Попов, Йен Цикадан вашему каналу. Спасибо, так, ремесла и про Серега Башко. На просторах интернета найдем много мы советов. Спасибо, Гене, блогерю, за это. Друг, дорогой мой блогер, забудь печали и тревоги. В этот день хочу я пожелать побольше счастья, чтобы не удавать. Огромное спасибо тебе, Серега. И за этот тост не грех поднять и чарочку рыбацкого. За дружбу, за
все хорошее. Будем быть добру. Жалко. Нельзя рыбку. Просто если я начну сейчас есть рыбу, во-первых, я здесь все замазюкаю, во-вторых, я стану так по вашим комментариям, что не догоню потом. Поехали дальше. Павел Осколков. Подтверждаю. Отличный рыбацкий напиток. Паше тоже я подарок отправлял, передавал рыбацкий напиток. И человек, мастер своего дела, врать не будет. Отлично, значит отлично. Я говорю, кто пробовал, тот знает. Зафар Умеров. Приезд, днем рождения. Желаю тебе самого наилучшего, здоровья, счастья и удачи дальнейших рыбалок, чтобы еще прекраснее и интереснее. Спасибо. Владимир Слепнев. Виджаолан Геннадий Чужан Лунан Каналас. Перевожу. Это написано было по коме. Здравствуй, Геннадий, с днем рождения, канал. Многие земляки обращаются ко мне по коми. Коми язык я знаю, в отличие от чисто коренной коми. Коми, как говорится, абориген. Мои родители родились и жили в моей деревне Покча. Я родился в селе Покча. Правда, живу так сейчас, в зимнее время в Троицке-Печорске. Это километров 30-40, наверное, от Покчи. Но душой я всегда там. И все лето с мая по октябрь стараюсь проводить там. Не стараюсь, я проживаю, да, здесь в своей родной деревне. Это для меня отдушина, это не передать словами. Кто любит свою родину, он знает. Так. Армандс Р. Поздравляем канал. Удачи, здоровья, Геннадий. Тоже один из первых подписчиков. Всегда комментирует. Спасибо. Миша Напалков. Привет, Геннадий. Наконец-то прямой эфир. Привет, Миш. Carving Art. Вот, про Сергея, то, что я вам говорил. 15-го уезжаю в Оренбург на Урал. Может, на новогодние праздники все же получится совместная рыбалка. Ваш номер телефона не высветился в прошлый раз. Возможно, вы с другого номера звонили. Возможно. Ну, не получилось, так не получилось, Серега, не переживай. Я вам скажу сразу, клева не было. Погода была вообще хлам. Ветер, снег, дождь и полный бесклевие. Так что много ты, Серега, не потерял, это точно. На Новый год, так на Новый год. Там будет, конечно, глухозимье, но что-нибудь да придумаем. Куда-нибудь сгоняем. Надеюсь, к тому времени лед уже будет на реке. Артур Мельник. Геннадий, когда Андрюху встречать будешь? Я уже вам писал. Андрюху встречать буду, когда будет лед на Печоре. Когда смогу выйти для пробы, поставлю там 10-15 первых палок. Буду приготовлю плацдарм для рыбалки. Сразу набираю номер. Едет Андрюха, и мы выезжаем, и тут уже делаем вещи. Серега Карел. С Днюшкой, привет с Карелии, удачи вам и вашему каналу, всех благ. Спасибо. Михаил Терентьев. Поздравляю, Геннадий, мы на Печоре налима уже ловим. Лед около 35 сантиметров, Ижемский район. Ох ты! Я не понял. Если в Ижме уже река стоит, то лед, то, что здесь плывет, он потихоньку же должен уже остановиться, зашуговаться и все такое. Почему у нас он еще идет полным ходом? Хотя у нас тоже бывает весной уже раз ледоход, а там еще до сих пор лед стоит. Так что у нас республика Коми большая, Печора у нас река большая, у нас, можно сказать, еще верховье. И у нас, можно так сказать, южный район. И разница, скажем, между нами и Ижемский район очень-очень большая. Там река глубокая, там налим покрупнее, там рыбу больше, чем у нас. Ну, мы без рыбы тоже не сидим. Как видите, и налим тоже бывает. Вот осенью по открытой воде 6800 я все-таки поймал налима. Дмитрий Юра правильно говорит, наливай, я ради такого дела тоже бутылочку открыл. Так, мы пока пропустим. Только-только приговорили.
Слава Косолапов, привет из Соликамска. Слава Косолапов, куда сын служить попал, я уже говорил. Московская область, город Коломна. Карвингард. Я от души желаю вам продуктивной рыбалки и интересных приключений. Это Серега. Миша Напалка. Рыбацкий напиток – это хороший напиток, без него и рыбалка не рыбалка. Да, но только в меру, я говорю, не во время рыбалки. Ну, можно за обедом чарочку, две тарелки, и лучше вечером. А на воде все-таки лучше быть трезвым. Николай Никитин. Гена, давай стрим на рыбалке. Попробуем. Не то чтобы стрим, я говорю, стрим, это должна быть программа на компьютере, ноутбуке, там, туда-сюда. Я этого делать не умею, но прямой эфир с телефона попробуем сделать. Владимир Погорельский. Гена, не томи, я уже налил рыбацкого, жду, давай за канал. Мы уже маханули за канал, огромное спасибо. Если я буду с каждым комментарием, я просто долго не просижу. Рыбацкий напиток – это хороший напиток, но надо по чуть-чуть. Олег Белослуцев. Привет, с праздником тебя, большое спасибо от тебе за то, что делаешь такие хорошие, интересные, душевные видео для нас. Удачи тебе во всем. Людмила Шахтерова. Поздравляем с днем рождения вашего канала, успехов в вашем творчестве, здоровья, семейного благополучия. Троицкий Печорск. Привет моим односельчанам. Ну, поселок, какая разница. Спасибо, Людмила. Иван Канев. С днем рождения, Комирыбак. Смотрю и смотрел, и буду смотреть. Удачи. Спасибо, Иван. Виктор Шестаков. Геннадий с днюкой каналу. Добра, здоровья, привет, Сустян. Село Устьян. Архангельская область. Олег Паршин. Геннадьевич, привет, с днем рождения канала. Подымай рыбацкий напиток и расскажи, как делаешь малосольную щуку. Ну что, как я делаю? Ничего сложного нет. Щуку разрезаешь, особенно это крупная щука, со спины, не с головы, а со спины, или просто сделать, или просто разрезать со спины, открываешь чешую, я сразу не чищу, потому что это долго, просаливаешь без воды, без ничего. Если малосолку можно сразу почистить, нарубить кусками в банку, ну как так же, как хариуса. А так мы обычно вот соль, рыба и больше ничего с чешуей. А потом перед тем, как есть, мы просто чешую очищаем, промываем, и вот на столе и получается вот такая вот красота. Вот такая вот красота. Это малосольная щука. Тут она без крови, кровь вымыта. А я люблю еще с кровью, потому что кровь дает особый аромат. То есть вдоль позвоночника, что кровь идет, я не вымываю, когда она дает свой аромат рыбе, и рыба получается ароматнее, вкуснее. Но это в том случае, если есть где хранить минусовой, ну не то, что хотя бы 0+1 температура. Если тепло на улице, допустим, летом или что, лучше вымывать полностью, иначе рыба испортится. Борис Мурашов, хороший канал, с днем рождения. Вера Прокофьева, Гена, с днем рождения канал. Здоровья всех, благ тебе, смотрю твой канал с удовольствием, очень интересный. Ну, рад, что нравится. Так. Кузняк Кузьмича 74, привет с Челябинской области. Охота капканами 159. Гена, добрый вечер и всем на стриме здрасте. Охота капканами это тоже канал. Михалыч, привет, Михалыч. Человек постарше меня уже в возрасте, но ходит в лес, ставит капканы, добывает куницу и все такое. Заходите на канал. Раньше у него канал был охота с Михалычем, вроде бы, что такое. Потом что-то проблемы были с каналом, то ли украли, то ли что-то такое. Но теперь у него охота капканами. Кресло Викуси. Здравствуйте, поздравляю с днем рождения канала, с прошедшим днем рыбака и охотника. Крепкого вам здоровья и процветания каналу. Спасибо, Викуся. Я надеюсь, правильно. Если кресло Викуси канал, значит Викуся. Если не прав, поправьте. Дерзкий, как пуля, резкий. Геныч, взаимно. Константин Барашков. Да, у нас уже ночью минус 30, днем минус 15. Понедельник собираюсь на рыбалку. А сейчас, извините, спать пора давно. 2 ночи уже. Якутск спит. Доброй ночи вам. 2 часа ночи, да, у нас огромное расстояние. И у нас это часовые пояса, конечно. Якутск минус 30. Вот нам бы этот мороз буквально дня 2 хотя бы,
чтобы Печору сковало, чтобы мы... Пусть потом будет -5, -7, главное, чтобы остановилось, сковало. А то у нас сейчас вот этот тонкий лед занесло все снегом, метель была, и он просто очень опасный, очень-очень опасный. А на реке по такому льду лучше не ходить. Оно того не стоит. Так. Сергей Хагелганц. Если неправильно, то по-английски написано, но с английским я не очень. Привет, Гена, с днем варенья тебя. Спасибо. У меня днем рождения канала. Спасибо. Тут Михалыч, охота капканами, Гена, с днем канала. Спасибо. Слава Косолапов. Я через телевизор смотрю. Слава, привет. Через телевизор, конечно, круто. Единственное, что нельзя оставлять комментарии, но если смотреть там и там, то это можно. Юрий Шанген. Привет, Геннадий Геннадьевич. Привет, Юра. Валентин Чупров. Здорово, Геннадий. Здорово, Валентин. Так. Ник-ник. Тот, кто уходит, видимо, просто лишний здесь. Возможно, я тоже обетом. На нашем канале остаются наши друзья. Андрей Соловьев. Здравствуй, Геннадий. Поздравляю с днем рождения канала. Всего хорошего каналу и процветания. Блин, с мышкой было бы намного мне быстрее. Так у меня подольше получается перелистывать. Надо все-таки, наверное, купить мышку и это, чтобы быстрее было. Алексей Шестаков. Гена, правильно говоришь? Рыбацкий это не алкогольный напиток, это состояние души. Это душевный напиток. Все правильно, Алексей. Так, сообщение отправлено на проверку. Кто-то какую-то гадость, видать, написал. Василий Павлов. Смайлики тут нарисовал. Показать, скрыть. Ну что, ну... вот это, ну показать, что, ну пусть народ смотрит, что-то такого. Угу. Тут же просто смайлики. Рустам Мардиев. Добрый вечер, Комирбак. Привет, Рустам. Людмила Емельянова. Здравствуйте, Гена. Смотрю вас всегда с удовольствием. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо и вам, Людмила, за просмотр, за комментарии, за поддержку. Владимир Цеханович. Гена, поздравляю. Спасибо, Владимир Цеханович. Спас. Форест Эдитион 35 чокнулся с тобой. Это очень хорошо. Мы с вами, это одна компания рыбацким. Когда мы убивали, я надеюсь, со мной маханули вместе. Валерий Макаров. Много пить вредно, мало скучно. За рыбалку, за процветание канала. Ну, мало скучно, много вредно. Главное знать нормы, я так думаю. Александр Калиновский. Привет, с Нюхой. Вот и Калина на связи. Так что, Калина, спрашивают многие, что это, так что подтягивайся. Еще не поздно. Сколько у нас времени-то? Так, половина девятого. Возможно, еще успеешь на прямой эфир, сядешь рядышком и маханем рыбацкого. Так что одевайся, садись в такси и давай сюда. Как-то и так. Вот Саня Калина вышел на связь. Владимир Цеханович, спасибо, всегда с тобой. Привет с Енисея. От Волги до Енисея. Матвей Колосов. Привет, Геннадий, как дела? Отлично. Все хорошо, Матвей. Как Роман? Роман служит. Мы служили, и Роман, как бы поддерживает наши традиции, тоже пошел в армию защищать нашу родину. Виктор Васильевич, мои поздравления, Геннадий Геннадьевич. Привет из солнечного Сыктывкара. С удовольствием смотрю твои видосы. Желаю процветания каналу, тебе и твоим близким крепкого здоровья. Спасибо, Виктор Васильевич. Сообщение отправлено на проверку. А Серегин-то сообщение что отправили на проверку? Так, где? Вот опять. Так, не будь скромным, многим и так похер на тебя, а ты еще скромничаешь. Только вперед, мир любит только победителей, не проигравших. У него попросту нет времени. Отправили на проверку YouTube, так что показываем, пусть смотрят. Матвей Колосов, у тебя сегодня 4
Ну-ка, сейчас. Сейчас слышно? Позвонили, сказали, что нет звука. Виноват, прошу прощения, потому что я сам себя не слышу, а по комментариям отстаем. Так что, если кто знает мой номер телефона, и в случае пропал звук, как вы сейчас сказали, у меня что-то снизу тут вышло, возможно, из-за этого. Что, сейчас слышно? Нет? Аль! Уже ушла. Квартира у меня большая, так что если кто-то в другой комнате, уже не докричаться. Так, Евгений Уханов. Геннадий куда пропал? Александр Паренек или он в больнице? Да нет, Саня сейчас дома писал, наверное. Ну, не знаю, он не написал где. Жду ответа, Саня. Рыбалка и охота в Республике Коми. Добрый день, Геннадий. Вечер уже, Серега. Серега тоже у нас канал у него недавно открылся. Ну как? Первый раз мы с Серегой выезжали прошлым летом, не этим, а уже получается год, больше года каналу. Молодой канал, заходите, смотрите. Тоже Серега, это мой земляк, живет недалеко, 200 километров от меня. У нас было уже много совместных рыбалок. Здесь у меня Серега приезжал, мы с Серегой ездили на рыбные реки. В общем, есть там что посмотреть, заходите, смотрите. И я вам скажу, это еще далеко не последняя рыбалка, мы еще не раз с Серегой порыбачим. Так что, Анечка Софа Кузьмичева. Добрый вечер с Челябинска. Геннадий, с днем рождения канала. Смотрим каждый раз с удовольствием твои видео. Желаем процветания и крепкого здоровья. Спасибо. Так, Дмитрий, я уже был на рыбалке, по перволёде окунь мелковат, но душу отвел. Клев хороший, только страшно очень. Мне тоже очень страшно, когда лед тонкий. Я всегда, в принципе, стараюсь идти пешней, но в этом году я возле берега провалился. Хорошо, что был продняк. Провалился практически по трусы, но сильно не намочился. Это повезло, то, что я провалился возле берега. Если буквально еще метр дальше, там уже бы ушел с головой. Так что это очень опасно, и каждый шаг по перволёдию желательно, чтобы был после пешни. Пешня проткнулась, дальше нечего ходить. Андрей, Геннадий, Ромка-то куда попал служить? Я уже говорил, Ромка, Московской области, город Коломна. Вроде бы ракетные войска, еще толком не знаю, напишет, расскажу. Рыбалка, охота, Республикоми. Здоровья и процветания тебе, Серега, спасибо. Твоему каналу тоже. Александр Кальновский. Евгений, я дома чуть-чуть болею. Уже ответил Саня, получается, ответил Евгению. Простыл, что ли? Ага, Евгений пишет. Юра Кулагин. Люди добрые, объединяйтесь с праздником всех. Вот, Юра молодец, он всех объединяет, всех, всем сплочения, всем дружбы, всем счастья, всем добра. Вот такие должны быть люди, а не те, которые сами злые. Злые люди, я не знаю, которые выделяют желчь, не знаю, может они от этого получают удовольствие, не знаю. Я вот, в принципе, за доброту. Как говорил брат в фильме. В чем сила, брат? В деньгах? Не в деньгах. Сила в правде. Я считаю, в правде и в доброте сила. Илья Белов. Привет, Геннадий, город Сыктывкар. Привет. Так, тут PLH. Дорого, Гена, поздравляю. Здорово, наверное, Гена, поздравляю с днем рождения канала. Желаю вам крепкого здоровья, спасибо вам. Это вы такие храбрые мужики. Да, что храбрые, это, господи, нормально просто. Так, Леонид Дрезенко. С днем рождения канала. Привет из Сосногорска. Леонид тоже один из первых зрителей, тоже неоднократно уже помогал каналу. Спасибо, Леонид, за все. Юрий Синельников. Гена, здравствуй. Расскажи о службе в Чечне. Спасибо за видео. Ну, я в Чечне не служил, я был там в командировке. Мы стояли просто, ну как просто, ну да, просто на КПП стояли. Просто стояли, скажем так. Александр Ушаков. Гена, мотособаку подготовил уже, чарочку за тебя. Классный канал у тебя, так держать. Скажу вам честно, мотособака у меня в гараже, еще не выгонял.
но я так думаю, с собакой все нормально. Скоро мы увидим урагана в деле. Виталий Амурский, но пасаран. Василий Павлов, смайлик передает. Просто отдых на рыбалке. Поддержу третий и все. Геныч, не уговаривай. Завтра планирую на рыбалку. А значит, за руль. Серега, никто не уговаривает. Каждый знает свою норму. И знает эту норму и Серега. Это хорошо. Тилеген Аразгалиев. С днем рождения канала. Привет из Казахстана. Привет. Друг Ник-Ник, Геннадий, хорошей удачи, хорошего стрима. А я пошел на работу собираться. Ну вот, кто-то отдыхает, а кому-то на работу. Это мне знакомо. Я полз жизни своей отработал и днем, и в ночные смены, так что знаю, как это тяжело. Особенно, когда работаешь одну ночь подряд, потом опять в ночь. После ночи, и, допустим, перед ночью у тебя что-то там теми или именно событиями не получилось отдохнуть. Очень-очень тяжело. Говорят, люди, которые работают в ночные смены, ну, по ночам, быстрее стареют. Возможно. Может, потому что, в принципе, нормальному человеку надо днем жить, ночью отдыхать. Так создана природа. Если кто-то, наоборот, это сбой ритма организма, и это по-любому дает о себе знать. Ну, как бы то ни было, это работа, кто-то ночью тоже должен работать. Без этого никак. Юрий Герман, Геннадий, привет, поздравляю. Спасибо, Юра. Дмитрий Лен, добрый вечер, поздравляю с датой, удачи в рыбалке, охоте и вообще по жизни. Геннадий, твои уловы и трофеи заслужены, очень трудовые рыбалки, успеха и процветания каналу. Спасибо за видео. Спасибо и тебе, Дим, за поддержку. Михаил Сакерин, приветствую, Геннадий, с днем рождения канала. Привет, передавай, пожалуйста, моим детям Артему и Валерии. Привет, Артем, привет, Валерия. Привет, Михаил Сакерин. Сергей Скворцов, Гена, с днем рождения канала. Быть добру. Согласен, Серега? Быть добру. Так. Блин, что вот. Наталья Петченко. Витаю с днем рождения каналу. Привет, Наталья. Это у нас Украина. Тоже постоянный зритель моего канала. Наталья постоянно комментирует. Постоянно вижу тебя в комментариях. Привет Иван Григорьевичу. Иван Григорьевичу персонально показывал твои комментарии. Иван Григорьевич у нас, кто не знает, скажу, тоже родом с Украины. Так что, несмотря на все разногласия, то, что у нас сейчас идут политики, на нашем канале Украина и Республика Коми живут очень дружно. Антон Левчук. Здоров, земляк, процветание семьи и каналу. Привет, Антон. Тоже один из первых подписчиков, если мне память не изменяет, Сыктывкар. Владимир Никулин. Геннадий, хоть я и живу в Тверской области, а в Коми Республику считаю своей родиной. Ведь там родился, значит, мы земляки. Не вопрос, Володя, не вопрос. Где родился, там и сгодился, как говорят. Но если так получилось, что ты сейчас проживаешь в Тверской области, это не значит то, что ты не земля. Конечно, земля. Так. Так, ну, блин, вот с этим перелистыванием все немного долго приходится. Так, слышно. Так. Вот пролистали. Так, земляк Никулин. Извиняюсь за то, что перелистал. Так. Блин. Владимир Никулин, земляки. Так, Ха, Хадия, или что такое, не понял. Смайлики тут так. Дмитрий, Геннадий, у нас крупная щука пахнет тиной. Как от запаха избавиться, может, знаете? Говорят, можно уксусом запах убирать. Слабый раствор уксуса, но не знаю, сам не пробовал. Наша щука
Не пахнет. Так, блин, теряется. Зависает, что ли. Так, так. Смирнов Иван, Буржит. Буржит, это добрый вечер. Калиновский Александр написал «Ща буду». Так что если он не пошутил и действительно будет, то мы скоро увидим Санька здесь на канале, на этом прямом эфире. Южный Урал. Геннадьевич, привет. Так держать. Так, сколько на 110 человек еще смотрят? Это хорошо. Я думал, уже с этими запинками все разбежались уже. Ну, мышки нет у меня, вот теряется вот этот текст, это еще тоже задержка получается. Нужна мышка. Так, и так держать. Карвинг арт. Одного рыбака спросили, есть ли у тебя мечта? Конечно, ответил он, я хочу поймать такую рыбину, которую я мог бы рассказать своим внукам и при этом не врать. Выпьем же за мечту рыбака. Это Серега написал. Дмитрий, звук пропал. Вот. Хорошо, что мне позвонили, я бы только-только бы прочитал этот комментарий. Получается, минут 10 мы бы были без звука. Это, видать, вот то, что вот вышло снизу, я сразу не заметил. Звук, надеюсь, уже появился. Геннадий, с днем рождения канала. Привет тебе с Кузбасса. Иван Малых пишет у нас. Матвей Колосов, звук пропал. Привет, дядя Гена, большой салями из Казани. Рустам Гумиров пишет. Звук. Да, я звук, это все что-то со звуком. Звук пропал, алло. Так, все тут. Ты микрофон за что? Себастьян, ты микрофон включи, за что бухаем? Звук пропал. Ген, привет из Вологды, поздравляю. Звука нет, Геннадий, может кто позвонит или смс, где голос? Сообщение отправлено на проверку. Так, Баранова показываем. Звука нет. Есть. Все норм, да, есть звук, все хорошо, что звук появился. Как мы видим, отстаю по комментариям. Хорошо, что позвонили. На будущее, если у кого есть номер и кто смотрит стрим, звоните сразу, потому что я отстаю по комментариям. И если хочешь быть бухой, пей один и в немоте. Светлана Стальчук, звук есть. Так, Артур Мельник, Валик, так, все. Юра Плагин Сане привет передает. Сейчас слышно. Хорошо, звук появился. Это отлично. Хер ли ты орешь? Себастьян какой-то неадекватный. Татьяна Соболева, Зема, не будь как латыш. Александр Кальновский, Кулагин, привет. Михаил Закирин появилась. Матвей Колосов, что машину сделал? Машина в ремонте. Завтра, если получится, уже заберу. Все нормально. Запчасть. Главное, запчасть вот это. Передний мост, пластину нижнюю, подложку переднего моста надо было найти. Если бы не нашел, пришлось бы передний мост или на разборке, или где-то покупать, но все хорошо, я нашел ее. Так, Шестаков слышно, Сергей Игнатов, Серега Игнатов тоже. Так, секунду, пролистал. Блин, куда делся? Привет из Калининграда, Геннадьевич, поздравляю с круглой датой твоего канала, здоровья, благополучия тебе, дорогой. Ну, 4 года это еще не круглая дата, 5 лет будет на следующий год круглая дата, и мы также соберемся, друзья, будем живы, не помрем, и, конечно же, отметим 5 лет. Так, Кулагин тут с Калиной переписывается, Сергей Юрьевич пишет, слышно, Михаил Сакерин, Федос, всего наилучшего. Охота с Палычем, привет, Геннадий, с днем рождения канала, Палыч, Питер, привет, Андрюха. Тоже есть свой канал, очень интересный человека. Андрюха делает своими руками пули и все такое. Заходите на канал, очень интересно. Так, Татьяна Соболева, вранью. Татьяна, врут, все, привыкаешь и норм. Не знаю, к чему это. Вилик Трофуша. Привет с Украины, смотрим вас уже давно. Украина, привет. Так, Татьяна Соболева, по поводу старения в ночь, вранье. Возможно. Сейчас многие врут обо всем. Ну, где-то я читал такое, давно тоже уже читал, может быть и врут. Так.
Антон Каракаш. Геннадий, поздравляю с днем рождения канала. Спасибо, Антон. Ремесла и промысел. Так, Серега Башко. Береги себя, вокруг народу много, а людей среди них мало. Добрый вечер, пишет нам Серега Кондаков. Татьяна Соболева, звук норм. Михаил Сакирин. Геннадий, ждем видео. Я съем, ориентируюсь по твоей погоде. Классное видео, ждем семьей, каждый день готов к тебе съездить. Отдых, работа для души. Так, Серега Башко, не будь скромным, вокруг и так много похер на тебя, ты еще скромничай. Только вперед, мир любит лишь победители, на проигравших. Ну вот, опять перескочил. Попросту у него нет времени. Татьяна Соболева, латыш, в смысле, что без звука пил. Понятно. Илья Белов, Гена, когда к тебе Андрюха приедет на Налима? Илья, я уже писал, как будет лед, как будет первый лед на Печоре, так и приедет Андрюха ко мне. Сергей Башко, у латыша только хер да душа, Геннадий не такой. Ну, показать, скрыть. Ладно, я прочитал, Серега. Татьяна Соболева, только на канал сегодня подписался, обоюдное поздравление. Спасибо. Дмитрий, был разговор по поводу прививок. У меня знакомый поставил, и через 2 дня у него случился инсульт. Так и неизвестно, от чего быстрее загнешься. Я уже тоже говорил вам, многие после прививок были осложнения. Я делать не собираюсь. Если силком не придут, не загнут и не вколят эту прививку, будем бороться до последнего. Так, привет, Самара, пишет нам Игорь Волков. Привет. Вот я не могу вот перелистывать вот. Все. Мы догнали, получается, да? Все нормально, мы догнали. Вот, привет, Самара. Все, мы догнали по комментариям. Вот, я думаю, что не могу перелистывать-то, понятно. Игорь Волков, я мурманчанин Самары, привет. Вот, Игорь и Виталий нашли уже друг друга. Ну, 121, 124 друга смотрят нас, так что догнали по комментариям. Можно попить и чайковскую с трубочкой. Чай уже не остыл, правда. Но это, поверьте, очень вкусно. В доме саду Натали. Привет, днем рождения. Пусть у вас будет 1 000 000 подписчиков. Ну, 1 000 000, не знаю, доживу ли я до 1 000 000, но ваши слова да Богу в уши. Карвинг арт. Вот и пришло время чарочку поднять. Давай, Серега. 7-3-4 капельки, вообще маленькая. Еще меньше, а то я тут скоро буду уже песни петь. Дима Грибков. Геннадий, привет, поздравляю, живу в Московской области. Если Роману что-нибудь понадобится, обращайтесь, помогу, чем смогу. Дима Грибков, я могу вас не найти вот так вот на канале. Если вам не трудно, зайдите ко мне в контакт ВК, напишите, я обязательно сохраню и буду знать. Если что-то надо будет передать Роману или вообще какая-то помощь, обязательно обращусь к вам, позвоню. Давайте спишемся в ВК. У меня в описании канала, если зайти на канал, есть ссылки на ВК, Одноклассники, все такое. Серега Башков, мурманчанин, привет из Донбасса. Дом и саду Натали 301, лайк. Это. Спасибо. Дом так, привет всем. Ремесла, привет. Тут он уже переписывается, получается, Виталик с Серегой. Ирина Баранова, у нас без квипа никуда не пускают. QR-код это, наверное, да, получается? Дурдом с 15 ноября. У нас тоже уже зажимают, я уже смотрел ВКонтакте. Бабушка пришла купить покушать, а ее просто отшили и ничего, ушла она не солоно хлебавши. Дурдом, что творится сейчас у нас, я не знаю, куда катимся. Для меня это дурдом. Страшно, что вот такое творится у нас вообще, не дай бог. Наталья, у меня тоже был юбилей несколько дней назад, я набрала 500 первых подписчиков.
Для меня первые 500 это был тоже как-то в свое время праздник. Я даже помню, разыграл на этот маленький юбилей удочку, помню, выиграл мой, был, ну, с моего поселка парень тоже выиграл. Во память-то у меня был. В общем, заходите к Натали. Да, Денис Лопатников, точно. Пусть у Натальи будет побольше подписчиков. Ирина Баранова, мы 6 месяцев назад укололись. Ну и как? Дай бог, чтобы все было нормально, чтобы без последствий. Я из Подмосковья, пишет Натали, буду рада, кого заинтересует моя скромная персона. Дмитрий, мне сейчас позвонили, у меня родился сын. Ура! Дима, ну за сына грех не выпить. Поздравляю, Дима, тебя с рождением сына. Как-то в 2001 году у меня тоже родился сын. Я был очень рад, ну, за такое здоровье, счастье, чтобы ты гордился своим сыном, чтобы у него все в жизни сложилось и чтобы все было хорошо. За рождение сына чарочку обязательно. Будем. Так, сообщение. Поздравлению Диму с рождением сыночка. Кулаги не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей. Их больше, Гена. Ну, за друзей. Друзья пьют стоя. Ну, уже не встали, уже выпили. Так? Пропустил? Сейчас. Так. Мне сейчас так, ну вообще-то продуктовые не должны запрещать вход. Ну, читал ВКонтакте, вход не запретили, ну и бабулю не накормили тоже. Там типа столовой что-то было. Артур Мельник, Геннадий, сегодня у моих родителей золотая свадьба, завтра отметим. Поздравляю, Артур, от души. Поздравляю. Только что выпили, так бы маханули. Добрый вечер, привет Архангельску. Виталия тут, Дмитрий, мои поздравлямба. Поздравляет. Наталья, спасибо за поддержку. Михаил Сакирин, Геннадий, я всегда смотрю комментарии, не пишу, извиняюсь. Мне очень интересно. Ну, главное, смотрите, что. Если вам интересно, я рад. Наталья, поздравляю с днем рождения сыночка. Юра Кулагин не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей. А их больше, Гена. Ну, за друзей. За друзей пьют стоя. По-английски там. Джерри, МКГ, Глен какой-то. Дядя Гена, дорогой. Будь всегда таким здоровым пацаном. Ребята, девчата, всем добра и крепкого здоровья. Татьяна Соболева. Геннадий, по соточке поднимаю за продвижение твоего канала. Желаю удачи и трофеев, земляк, будем. Если что, я Александр. Вот за сына вместе как раз здоровье будем. Да, Александр, аккаунт, видать, у твоей супруги, а ты Александр. Ты когда пишешь комментарий, в конце в скобочках указываешь, что ты Александр, чтобы я знал, к кому обращаюсь. Будем. Спасибо, Александр. Александр Ушаков. Ген, у тебя что за ружье, какого зверя бьете? Оружие у меня 4 гладкоствольных, 2 нарезных. Это одностволка 16, одностволка 12, ИЖ-18, вертикалка ИЖ-27, пятизарядка МЦ-2112, нарезной у меня ЧЗ 452 и нарезной СКС. Зверя мы не бьем, в основном по уткам, по рябчикам, по боровой. Раньше, когда пушнина была в цене, очень нравилась охота на белок. Это в детстве, когда еще отец вот добывал, с собаками ходили, добывали белку. Сейчас шкуру принимают за копейки, и пушнину стараюсь вообще не трогать, потому что убивать за копейки зверьков этих, просто это, я считаю, нерезонно и смысла не вижу. Будет цена на них, возможно, будем охотиться.
А зверя я бы с удовольствием каждый год пишу заявки на лося, лицензию не дают. Так что без лицензии как зверя бить? Вы чё? Ну никак. Если даже и будет такая возможность, и если там, ну, на канале мы этого точно не видим. Будет лицензия, будет охота, и все мы это увидим на канале. Егор Курочкин, поддержку. Димона, Ирина Баранова, нормально. Дом Натали, Артур, поздравления родителям. Василий Павлов, Геннадий, побольше видео. Арман Цер, Геннадий. Так. Опять пропустил. Почему не используешь хапук зимой? Посмотри канал Сибирский Странник, он зимой хорошо ловил. Заказал я Сибирский Странник, это Руслан. Очень нравится смотреть его канал тоже. Канал действительно, человек простой, человек интересный. Каналы просто заходят, все ролики заходят на ура. Мне очень нравится смотреть. Особенно охота, как он классно бьет уток, это вообще супер. С Русланом мы тоже общаемся. Насчет хапук. Заказывал как-то вот этот малявочник, хапук, да, кот, ловил мальков. Насчет большой рыбы у нас, я так думаю, не будет работать, потому что у нас рыбы намного меньше, видать, чем в Сибири. И это, я так думаю, нужны какие-то маленькие речки, чтобы они были полные рыбы, чтобы в эту хапугу влетела рыба. Я так думаю, у нас хлопа, не хлопа. Есть места, где, да, на живца я использовал. Был у меня ролик тоже, я мальков ловил на живца. А так, насчет рыбы, мне кажется, у нас они, эти хапуги, не пойдут. Вот. Артур Мельник, Наталья, спасибочки. Алекс Геныч, куда Ромку забрали служить, я уже говорил. Московская область, город Коломна. Наталья, меня привлекло ваше название канала, я тоже люблю рыбалку. Это хорошо. Всем рыбакам и рыбачкам привет. Как можно не любить рыбалку, я вообще не понимаю. Соболева Татьяна, добро. Александр Нао. Геннадий. Опа, уже пропустил. Блин, перескакивает. Ну, пропустил. Пролетело. Так. Ага. Добрый вечер, Александр Нао, Ненецкий автономный округ. Это получается, как у вас Печора встала? Привет из Нарьян-Мара. Нет, у нас Печора еще не встала, Печора идет. Ждем для достава. Серегины рассветы. Приветствую, Геннадий. Привет, Серега. Это тоже мой земляк. Тоже мой земляк. Серега, свой канал есть. И заходите к Сереге. Тоже душевные ролики. Может быть, когда-нибудь соберу, повторные включения. Что выключается-то, я не понял в эфире. Возможно, Серега, как-нибудь к тебе и загляну в гости. Есть в планах тоже купить в летнее время. Вот хочу приобрести мотоцикл. Не на машине именно, а на мотоцикле прокатиться по республике нашей, по республике Коми, по дорогам республики на мотоцикле. Как бы с детства мне нравился мотоцикл. И, возможно, когда-нибудь это будет. Сергей Михайлов. Геннадий, пусть Валентина почистит рыбку, надо закусить. Ну, Серега, не знаю, как вот, если только еще мне силочкой покормит, потом успеем закусить, Серега, потом как-нибудь уже. Чуть ему зачесался. В доме саду Натальи поброжу сегодня у вас. Присаживайтесь, вон, наливайте, выпивайте, чайковский, трубочки. У нас все очень вкусно, у нас все очень хорошо. Так что заходите в гости. Так, Серега Башко, ваш муж хороший рыбак? Спрашиваю. Скорее чудной. Почему? Другие хвастаются, а он еще и рыбу приносит. Другие только хвастаются, а он еще и рыбу приносит. Так. Виталия тут смайлики Сереге отправил. А Артур Мельник, у меня
ИЖ-27ЕМ, 12 вертикала. ЕМ это с эжектором, который, наверное. Михаил Сакирин, извини за настойчивость. Не понял. За нас. Так. Сан Саныч, век не пей, а сегодня можно. В общем, я в холодильник из-за тебя, Гена, из-за всех твоих подписчиков. Тут и дети рождаются, здорово. Кстати, пушнину тоже не бью, смысла никакого. Ну и я тоже. Так, пропустили опять, перескакала. Так, никакого. Сергей Гаринский, с днем рождения, Коммербак. Спасибо. Степан Рочев, Геннадий, с круглой датой твоего канала. Удачи, благополучия, здоровья. Что-то роликов не стало у тебя в последнее время. Печора у вас стоит уже? Степан Рочев, если бы Печора стояла, мы бы уже видели и налима, и все такое. Нет, у нас Печора полным ходом еще идет. Были забереги небольшие, но после потепления, вот 2 дня тепла было, снег весь растаял, Печора ушла, все забереги ушли, и теперь шуга идет, но Печора еще не стоит. Говорят, местами вставала, но это недолго было. Было 2 дня мороза в начале ноября, до 23, до 25, потом потеплело и все ушло. Так, Дмитрий, а у вас бобры водятся? В этом году взял двух, одного на 7, другого на 12. Бобры у нас не только вводятся, они просто в огромном количестве, потому что мало кто охотится на них. Я пробовал мясо бобра, очень понравилось. Но не доводилось мне добыть самому. Один раз в темноте выстрелил, думал, это подранок. Я в шалаше сидел темно, вот подранок вот плывет, полосу вижу. Это оказался бобр. Но с дроби бобра, как говорится, не возьмешь. И не доводилось как бы самому добывать. Ну, подранил по-любому, наверное, с дроби шарахнул его. Алексей Шестаков. Гена, желаю тебе и твоему каналу процветания. Уже 2 года с тобой смотрим. Григорьевичу большой привет. Удачи вам и здоровья. Алексей, спасибо. Наталья. О, Коломна, знаю, была проездом, а я на западе Подмосковья живу. Город Руза. В Москве я был раза 3, наверное. Честно скажу, город для меня, большой город, напрягает. 2-3 дня, и все, меня уже тянет обратно сюда, в тишину. Городской шум это не мое, честно скажу. Татьяна Соболева. Хороша охота та, о которой никто не знает. Вот и в данной ситуации это правильно. А то и лес, и с берега нельзя, и т.д. выдумывают все против народа. Так что добыл, то добыл, и все в аккурат. Дом и саду Наталья. На рыбалку ездим в Тверскую область на озеро Селигер. Сергей Заякин. Привет из Кунгура. Привет, Серега. Тоже постоянный зритель моего канала. Вижу постоянно комментарии. Пехота. Геннадий, не чисти, а то эфир закончится раньше времени. До 12 еще долго. Все нормально, я по капельке. Дом саду Натальи. Хотя дача находится в 300 метрах речка, но рыбы в ней практически нет. Так. Серега Башко. Рыбак носит в квартиру щуку на 30 килограмм. Жена из кухни. Коля, это ты вернулся с рыбалки? Брось, как обычно, рыбу кошке и иди ужинать. Так. Соболева Татьяна. Геннадий, видел бы, каких я оладий нажарил. Ну, у нас вот тоже вот трубочки. Оладушки тоже вкусно. Обожаю, особенно со сметанкой. Сергей Калинкин. Гена, пошли, пожалуйста, ваш мороз к нам в Карелию. Да у нас морозов-то как таковых нету. Было вот 2 дня мороза 23-25. То же самое тепло. -3, -5. Сегодня вот снегу опять навалило. Вчера вот сегодня. Тоже ждем морозов. Я бы с удовольствием поделился. Вот прошлый год Сергею Башку отправил мороз. У них была зимняя рыбалка на Украине, в Донбассе. Так, железный груз 54. Салам алейкум, Геннадий. Так. Михаил Сакирин, есть возможность с вами отдохнуть? Почему нет? Владимир Никулин, Геннадий, ты как-то ездил в Якшу на свадьбу, а на рыбалку случайно не собираешься? Не знаю. Насчет рыбалки в поселке Якша от меня это 120 километров. Знаю, что есть у вас рыбные места. Как-то давным-давно
2004 год, наверное, 2005 последний раз был я там на рыбалке. Мы ездили с родственниками на Заводя. Есть такое место у вас, это километры 15 от Якши, и потом налево через болото, там такие Заводя, ловили плотву. И тогда я уже снимал это все на ленточную видеокамеру. Может быть, когда-нибудь, если получится это оцифровать, я даже покажу это на канале, как бы кадры истории. Интересно. Там Якше привет Лызловым, Саня Лызлов, Валентина, это моей супруги тетя. Так что, может быть, когда-нибудь получится и съездить на рыбалку. Дмитрий, бобра можно дробью одолеть, батя у меня пятерку убивал. Тут как повезет. Ну, это если близко, да, согласен. Иван Туголоков, с праздником, успехов в развитии канала. Став Бурса, привет из Приволжья. Привет, Иван, привет Приволжью. Это у нас Коми Республика. Наталья, да, про Москву это точно напрягает. Я так вообще ее не переношу. Раньше работал в Москве, ездил, хождение это 100 километров, а теперь калачом меня не заманишь в Москву. Роман Анфалов, привет, Геннадий, привет тебе из Вологодской области, всего самого наилучшего тебе и твоему каналу. Ромке легкой службы, смотрю каждое твое видео, все классно, Григорьевичу привет. Привет и тебе, Роман. Так, мы опять немного отстали. Серега Карвингард, кто знает, как отличить самца червя от самки? Знаем, знаем. Татьяна Соболева. Пойду второе готовить. Жена на подъезде с работы, рад был общению. Удачи и здоровья, может, успею еще. Ну да, жену кормить надо. Добрый вечер. Хотели бы посетить какой-нибудь регион нашей страны и порыбачить там? Я с удовольствием хочу посетить Камчатку. Там у меня проживает друг Сергей. Приглашает на рыбалку. Там у них такая рыбалка, просто супер. Но перелет я посмотрел прошлый год, я смотрел по ценнику 42 тысячи рублей. Пока мне не по карману этот перелет. Там они вот, ну зимой, Сергей и Елена, они тоже рыбачат, как и Чита Остапчук, в паре постоянно. Ну, просто не рыбалка, загляденье. Мы писались, переписывались, общаемся, приглашает, но пока не получается посетить мне Камчатку. Возможно, когда-нибудь это у меня получится. Как раз в ноябре у них рыбный месяц, перволедие, и там такая рыбалка, конечно, но пока никак. Татьяна Соболева, здоровья. Здоровья и вам, Татьяна. Антон Левчук, спасибо, Геннадий, что узнал и помнишь, очень приятно. С Александром Месяцем тебя всегда вспоминаем. Саня Мезенцев, это земляк с поселка Тимушбор. Рад, что вы общаетесь, что есть общие знакомые. Так что привет и Саньку тоже. Вместе бывало частенько, отдыхали, хорошо проводили время. Карвингард, ты чё? Ты на что рыбу ловишь? На самца червяка. А как ты определяешь? А очень просто. Протаскиваю червяка сквозь зубы. Если что-нибудь застревает, значит самец. Ну, Серега. Сергей Токарчук, привет. Гена, привет, ребята. Гена, поздравляю с Нюхой. Спасибо, Серега. Серега тоже постоянный зритель моего канала. Это, если мне не изменяет память, город Калининград. Огромное спасибо, Серега. Спасибо за поддержку. Тебя помню, друг. Владимир Никулин. Если поползла, значит самка. Если пополз, то самец. Ну, это про червя. Так, ну чё? Ура! Догнал опять по комментариям. Значит, можно глоток чая. Добрый вечер. Какая рыба самая любимая у вас по вкусу? Ну, рыбу я всякую, любую, но это, конечно же, хариус. В малосольном виде это хариус, в жареном виде это налим. Геннадий, привет, с днем рождения, удачи на рыбалке, на Вятской земле. Гена, дружище, привет, с днем рождения канала, силы и здоровья тебе, что радовал нас своим контентом еще многие годы. На Вятской земле это Антон Назаров, человек, зайдите на канал, у него очень интересный канал тоже. Я уже не раз на своем канале читал стихи Антона, вот такие вот стихи, времена года и все такое, классно. Так, Александр Пархачев, привет из Приволжья, село Летка, поздравляю с днюхой канала. Привет, Александр. Светлана Остапчук, Сергей Токарчук, так, это уже пошла переписка уже у друзей моих. Так, Наталья, ладно, я убегаю, немного подержала, досмотрим потом ваш стрим.
Пока-пока, Наталья. Сергей Токарчук, Светлана, молодец, привет. Это у них уже переписка. Так, Наталья, всем до свидания. Василий Литвин, Гена, опять звук пропал. Куда дел? Вроде все нормально. Тут вроде, ну, может быть. В принципе, у меня тут интернет должен быть хороший. Я не знаю, может быть, глюки какие-то. Угу. Так, Игорь Федотов. Здравствуйте, Геннадий. С днем рождения канала. Что с Нивой случилось? Расскажите немного. Ну, что с Нивой случилось? Рассыпается моя Нива. Ездит она не по асфальту, ездит она по всяким колдояминам, с прицепами. С прицепами это, конечно, большая нагрузка. На данный момент у меня переломила пластину нижнего моста, которая держится к стабилизатору. Стабилизатор задрала и терла об кардан. Очень сильно нагревалась, пахло горелым. Ну, были проблемы, я кое-как доехал. Через даже 2 километра сыпал снегом, чтобы остудить. Ужас. Просто вчерашний день был ужасный. Ну, так, надеюсь, все нормально будет. Дмитрий, вот какая-то вот типа Алиса выходит, и она, походу, звук забирает. У нас на Урале уже минус 20 было. Там мужики сразу все на рыбалку ломанулись. У меня даже мама в 60 лет зимней рыбалкой увлеклась. Ну, зимняя рыбалка это такая зараза, то что если ты раз сходил, если тем более поймал это все, это рыбалкой болен не лечусь, как говорится. Василий Литвинов, порядок появился, не кричи. Все нормально. Просто отдых на рыбалке. Серега, есть звук? Не пропадал. Просто отдых на рыбалке пропал. Ну вот, звук есть. Это я не знаю, что. Пропадает, есть. Вроде со связью все нормально. Это хорошо, что есть. Так. Александр Хозяинов. Гена, добрый вечер. От души поздравляю с днем рождения канала. Был в отъезде, отстал от просмотров, буду догонять. Помню Александра Хозяинова, это счастливчик, можно так сказать, никак иначе. Два раза в моих розыгрышах был победителем. Первый раз он выиграл термос, второй раз выиграл консервы с рыбацким. Это как раз прошлый год в это же время вроде бы, если мне память не изменяет. Светлана Остапчук, все хорошо, звук есть. Так что, может кто-то подумает, что это было построено. Нет, нет, нет. Это программа Лизенер. Сейчас, раньше она была бесплатной, сейчас там деньги берут. И я как бы, если я буду проводить как-то розыгрыши чего-нибудь когда-нибудь, то буду искать другую программу. Сергей Токарчук, везет вам, а мы можем и без льда остаться. Но зато спиннинг не кончится. Ну да. Ну, у нас вот спиннинг, да, вот работает август-сентябрь. Допустим, в октябре у нас, даже если река открыта, спиннинг уже не работает. Специально вот пробовал кидать в начале октября или даже в конце сентября. Уже бесполезно, ты хоть что кидай, рыба уже не берет. Я не знаю почему, но у нас по последней воде уже, ну, осенью спиннинг не работает. Арут Дарбинян. Привет, поздравляю. Спасибо, Арут. Так, что, пока все, догнали? Хорошо. Так что как-то вот так, друзья. 118 человек у нас на канале в прямом эфире. Всем огромный привет, всем спасибо, что зашли на чаек с трубочками. Очень вкусно. Берите, угощайтесь. Заходите. Санек что-то с Мариной. Так, сколько? 20 минут. Не идут. Или Санек пошутил. Не знаю. В общем, как-то вот так. Были планы завтра ехать в деревню. Так. Что-то пришло. Не вижу. Но сказали, что
с машиной еще не все закончено, ремонт. И я остался по этой причине. Так, при Союзе рыбачил Карелия, Коми Республика. Я 2 года поработал и порыбачил на Печоре. И в Карелии, и в Коми Республике, да. Но Карелия не был. На Печоре раньше было рыбы много. Сейчас поменьше, намного меньше. Я не знаю, с чем это связано. Видать, вот раньше вроде и сплав был, а рыба была, а сейчас меньше. Дмитрий, Ромке привет, если он в ракетчике попал служить. Скоро у него праздник, день РВСН. В курсе. День РВСН и мой праздник. Я тоже служил в ракетных войсках в свое время. Василий Антофий. Привет с поселка Приуральский. 1,5 месяца в командировке был. Можно сказать, всю осень пропустил. Так и не беда. Открыл канал Коми Рыбак, как дома побывал. Привет, Василий. Карвин Гард. У нас сегодня чай с блинами. Буду очень скучать по домашней пище. Ну, это да. Домашняя, как Ромка соскучится за ГТУ. Юрий Смирнов. Геннадий, здравствуй. Поздравляю с днем рождения канала. Всего самого доброго, здоровья, успеха, удачи. Смотрю с удовольствием. Мурманск. Юрий, привет. Серега Токарчук. А я все думал, почему сегодня под раздачу судака попал? А это у друга днюха. Сегодня 6 судаков и 1 окунь. Серега, у меня не моя днюха. Сегодня день рождения моего канала. День рождения у меня 17 июля было. На следующий год, если доживем, будем отмечать юбилей. 50 лет я буду дожить. Отметим по полной. Так что 6 судаков. А вот у нас судака почему-то нет. Ну, вроде бы река как река. Судака в нашем течении нет. Не знаю, может быть, внизу их Печоры есть, не знаю. Леща у нас нет. Пискаря у нас нет. Всяких там красноперок нет. Леньков нет. Вообще. У нас только сик, хариус, налим, окунь, щука, карась в озерах. Там семга, нельма раньше было в огромном количестве, сейчас мало. Карвиндар, Серега пишет. На нашем канале 16 числа будет год. Буду отмечать в поезде. Это Серега, который делает арт-объекты с помощью бензопилы и болгарки. Токарчук, Серега, канал твой, значит и у тебя я воль. Ну, можно сказать и так. Спасибо, Серега. Спасибо. Так, а мы тем временем опустошили уже чашку, кружку чая. Вон, на кружке, если заметили, тоже мое изображение. Это фотография. Кружку подарила мне супруга на день рождения, а фотография это был на празднике охотников в деревне Еремеево. Это в нашем районе есть такая коми-деревня. Там отмечают праздник охотника. Валь, Валюк, налейте, пожалуйста. Надеюсь, она услышала. Меня тоже, надеюсь, смотрит прямой эфир. Александр Витренко. Привет из Португалии. Здоровья вам и удачи. Спасибо за рыбалку. Привет, Португалия. Ты меня так услышали, пока это? Или это в эфире? Конечно, я тебя быстрее слышу тебя, чем там. Ну, хорошо. Алюш контролирует меня. Что там, как звук, не звук. Слышно, не слышно. Ну, на отрез отказывается сесть сюда рядом, и чтобы мы были вместе. Марина не звонила? Саня сказал, уже бежим, типа, или пошутила, я не знаю. Александр, так. Я Молидин Шарипов. Поздравляем. Ни хвоста, ни чешуи. Дмитрий, в этом году нам с вами нужно серебряную кнопку взять. Ну, это в этом году, не знаю, в этом году тоже точно не получится. Осталось у нас что? Месяц, 1,5 месяца. За 1,5 месяца 72 тысячи я навряд ли соберу. Так, на следующий год должен пройти праздник охотника, если не отменят из-за короны. Ну да, его уже раз отменяли. Я 2 раза был участником этого праздника. Праздник вот такой вот, конечно. Это в 2008 был и в 2012. Кстати, в 2008 году
именно на празднике охотника я впервые познакомился с Иваном Григорьевичем. Это получается 12-13 лет, мы уже знаем друг друга. И как бы сейчас уже скорешились и постоянно и на рыбалку. В основном, конечно, в зимнее время, но бывает и летом тоже гоняем. Сыктывкар Фишинг 11. Славка, привет, Гена, поздравляю, процветания тебе и твоему каналу. Привет, Славян. Василий Антофий. Жаль, из-за пандемии в прошлом году отменили праздник День охотника. Так, очень жаль, конечно, Антофий, фамилия знакомая, скорее всего, Василий, ты тоже был участником на последний праздник охотника. Это, не помню, 18-й год, наверное, был уже, 19-й, что-то такое. Дмитрий Советный, привет из Карелии, уважуха в одной весовой категории мужик. Так, Карлингард, было бы клево сделать материал по деревне Еремеево. Серега, есть отснятый материал у меня с последнего праздника, с крайнего праздника охотника. Кое-что я выставлял на канале, кое-что, если получится, может быть, добавлю. Это чисто дорогу, там вот понемножку, там все, руки не доходят. Ну да, вот Василий Антофий, 2018 год, первое место. Вот я говорю, помню эту фамилия, первое место, поздравляю. Я тоже в 2012 году занял первое место, в 2008 второе место был. Согласись, Василий, праздник такой, народ в Еремее такой, сама атмосфера, сама природа, все очень круто. Если зайдете в плейлисты, раздел праздники, то можете там посмотреть, как проходят эти праздники. Заодно увидите и Василия с последнего праздника охотника, который в 2018 году был. Там есть и вроде бы кадры с 2012 года, не помню уже точно. Так что заходите и смотрите, как проходит праздник охотника в нашем районе, в нашей республике. Так, мы уже пока уже отстали. Так, вечер добрый, Геннадий, с днем рождения канала. Арут Дарбинян, с детства мечтал попасть на хорошую рыбалку, мне 40 пока не получилось. Поэтому с удовольствием смотрю ваш канал. Сергей Рочев, привет с Крыма. С днем рождения твоего канала. Желаю удачи и процветания. Разговаривай почаще по коме. Приятно слышать родной язык. Приезжай в Крым на рыбалку. Здоровья тебе. В Крым на рыбалку. Я понимаю, сейчас, Сергей, вы постоянно проживаете там в Крыму, да? Или просто там отдыхаете? Я не понял. Говорить по коме мы всегда говорим. Я не стесняюсь нисколечко своего языка. Как бы коми, русский язык. Это было для меня, ну, как научился по-русски, так научился и по-коми. С молоком матери, как говорится. И дети мои, да, уже говорят по-русски. Ромка-то еще понимает, а вот младший уже не очень. Это, конечно, мое упущение, потому что нельзя так. Если у человека есть родной язык, дети тоже должны говорить, по крайней мере, хотя бы понимать родной язык. Виталик Атамков. Юрий Смирнов, как там памятник Алёше на Семеновском озере стоит еще? Привет от мурманчанина из Самары, Василий Антонович. Так, перевод от Антон Владимирович Л. Огромное спасибо, Антон, за поддержку. На камеру уже потихонечку собирается. Скоро, очень скоро. Потому что скоро зима, так и так придется покупать эту камеру, 9 GoPro. Там у него емкость аккумулятора побольше, во-первых. Съемные батареи тоже и качество получше. Я уже не знаю, по открытой воде я уже буду привязывать ее. Кто не знает еще, у меня была GoPro 7 модель Silver. Весной по чистой нелепой случайности я ее утопил. Вода была большая. Я всегда одеваю камеру на шапку, сверху капюшон. Вот шел дождь, получается, я был капюшон, я одел на капюшон, дождь прошел, стало мне жарко. Я скинул капюшон и скинул вместе с камерой, камера плюх. И потихоньку так в воду ушла, а куда вода большая. Было бы летом, может быть, я, конечно, и прыгнул бы за ней в воду, а по большой воде прыгать это самоубийство просто. И так она ушла летом, искал ее металлоискателем всем, не нашел. Жалко камеру, а еще тоже больше всего жалко тот материал, который был снятый на этой камере. Это вся весновка практически.
охота на уток, охота, рыбалка на продольники, на лимовы там ловил, это все снято, весь материал. Карта была на 64 гига, практически уже полная, и это все утонуло у меня весной по большой воде. Вот. Руда Арбенян, я тоже с Крыма. Сыктывкар, фишинг, один, Гена, когда рыбалка с Дюней? Как лед, Славик, тогда и будет рыбалка. Сергей Рочев, я сам из Коми, сейчас проживаю в Крыму. Серега Рочев, если ты мне напишешь ВКонтакте или в Одноклассниках, где у тебя какие соцсети, мы там спишемся. Если ты оставишь телефон, адрес, то я с удовольствием, когда, возможно, буду там в ваших краях, в Крыму там, я никогда в Крыму не был, то с огромным с удовольствием зайду к земляку выпить чачи крымской, допустим, там, порыбачить в Крыму. Я никогда в Крыму не был. Может быть, когда-нибудь. И раньше, когда я работал, я 2 раза был на море. Это 17-й год и 15-й. Вот перед пенсией я 2 года возил семью, возил детей на море. Для меня, конечно, море, устаю от моря, от жары, но земляком я бы, допустим, в Крыму винца там или чачи я бы с удовольствием отведал. Почему нет? Ирина Громова. Геннадий, приветствую. С праздником тебя и канал. Вы супер. Пусть жажда жизни и новых свершений никогда не покидает тебя. Крепко жму руку. Серега из города-героя Москва. Вот, как мы видим, Ирина Громова аккаунт, а пишет Серега. Это, скорее всего, от аккаунта жены. На будущее пишите, если с другого аккаунта. Вот Серега из города-героя Москва. Серега, огромный тебе привет. А так бы я думал, если бы он мне подписал Ирина Громова, и я обращался бы как к Ирине, а так вот я обращаюсь уже как к Сереге. Благодарю за поддержку. Так, все. А мы опять уже тем временем догнали. Нас 111 человек смотрит, и тем временем у нас уже Валентина Васильевна, Валюша налила мне уже горячего Чайковского. И мы, как видите, не только рыбацкий, мы также и чай с трубочками пьем. Вкусняшка. У меня Серега Башко пишет. У меня коллега в 89 году уехала с родителями из Троицка-Печорска. Она была в шоке, узнав о том, что я с земляком ее дружил. Во мир как тесень. Ну да. 89 год. В 89 году я закончил только школу. Кто-то из тех. Гена, привет. Куда Ромка? Куда Ромку везли? Ромку везли в Московскую область, город Коломна. Вроде бы ракетные войска. Дмитрий. Вопрос мой про правила охоты пропустили. Возможно. Вроде я старался не пропускать, но возможно пропустил. Так что задавайте еще раз. Мои извинения. Прошу простить. Не заметил. Задавайте еще. Какие правила? Про что? Правила охоты вообще. Не знаю, кто их создает, особенно про открытие охоты. У нас утка прилетает, охота закрыта. Охоту открывают тогда, когда утка садится уже на яйца, когда ее пора закрывать. Это дурдом вообще. Допустим, основная утка летит у нас в начале мая, потому что весна ранняя. А охоту открывают там чуть ли не 9, там, 15 числа. Я считаю, это тоже неправильно. Охоту надо открывать по погоде. И чтобы на местном уровне, допустим. Не так вот, чтобы с Москвы кто-то открыть с такого-то по такое. А когда утка летит, это никого не колышет. Открывает охоту, когда уже утка садится на яйца. Но это куда годится. Народ, конечно, охотится. Охота закрыта. И вообще, весеннюю охоту сделал бы так. Вот, открытие охоты, допустим, нет. Прилетает утка, как мы, помню, с детства охотились. По снегу, по пояс. Так, перевод от Александра Геннадьевича. Огромное спасибо за перевод. Благодарю. Камера все ближе и ближе. Вот так вот говорю.
Мы с детства как рыбачили? На лыжах, там по пояс в снегу бродили, первые утки летят, мы уже на них охотились. Но знали точно, что вот, допустим, печора ушла, утка садится на яйца, все, никто уже ружье не берет, потому что за это бы наказали и взрослые, и родители, и все такое. Все было в порядке вещей, никаких сроков охоты не было. Так бы и сейчас вот тоже не было бы открытия, а скажем закрытие было бы уже все. 9 мая народ отохотился, 10 там, числа, 11 все, охоту бы закрывали, и все было бы нормально. Дмитрий, как вы относитесь к новым правилам охоты? Я думаю, охоту просто убили. Подробно не читал, но поверхностно знакомился с новыми правилами. Согласен с вами на 100%. Это полный дурдом. Это нельзя, то нельзя, так нельзя. Особенно, мне кажется, там, где охотились, будут охотиться так же. Просто это будет незаконно, это будет браконьерством, считаться по закону. Но истинный охотник, он никогда не будет делать вред для природы. Пусть он на уровне этого тупого закона будет браконьером, но он на самом деле браконьером не будет, потому что он лишнего не возьмет, он сделает по правилам, которыми пользовались наши отцы и деды. Как-то вот так. Серега Башко, да, ну тебя, Гена. Я с кухни не выхожу. Чай, блины, чай, вареники, плюс топка. Снова чай и булка с медом. Сейчас чагу налил. Я так лопну. Серега, ну а что делать? Праздник есть праздник. Я всегда вот тоже, когда день рождения, праздник какой-то, на столе всего много, поел того, поел этого, вроде бы наелся. Думаю, постоянно. А потом, когда идешь, ну, в лесу взял с собой кусок сала, допустим, съел, еще кушать хочется, и вспоминаешь, ешкин кот, а что тогда я так мало-то поел, думаю, почему нельзя, как у верблюда, скажем, что-то откладывать туда, в горб, чтобы потом взять, съесть, поесть. Вкусняшка. Так, ну что, у нас или заклинило, или 111 человек, одна и та же, 113 нет, шевельнулось. Сергей согласен, у меня в компании с Геннадием тоже аппетит хороший, пишет Серега. Кстати, я заметил, у меня очень друзей на канале, очень много под именем Сергей. Так, вижу, написал Дима, здесь что не вышло. Потом удивляемся, почему молодежь не идет на охоту, в охоту. Молодежь сейчас очень, я скажу, если у кого-то родители, скажем, не охотники, то точно уже могут, потому что есть другие интересы. Вот Ромка у меня, сын, начал со мной ходить на охоту, ему было, наверное, лет 10. Он сидел со мной в шалаше, с ночевкой, я его в спальный мешок одену туда-сюда. Потом сядет утка, допустим, я говорю, на, Рома, стреляй. Он начинает целиться, там с одностволочки своей долго, он маленький, ружье длинное, шалаш там, утка, как правило, улетала, слышит шум, особенно черки. Раз, два, три, потом Рома, пап, да, еще почему-то в тот год утки мало было. Да стреляй, говорит, ты уже сам, а то мы вообще домой без утки придем. Вот, сначала так. Потом лет с 11 он уже точно у меня сидел в отдельном шалаше, у него вот одностволочка. И все, он начал, научился добывать. И с 11 лет со мной в разных шалашах, и он может... Вот представляете, 11 лет пацану, и он с вечерней зорьки до утренней в один в шалаше посреди болота сидит, и ему это нравилось. И он с детства со мной ходил на охоту. Он рыбалку не очень, как бы, охота у него все это в крови уже. Так, Серега Карвиндар, особенно когда в лесной избе интересные истории. Ничего, Серега, приедешь с командировки, сгоняем, и мы с тобой в избу и вспомним всякие истории. Виктор,
Лаба... Лабастов. Привет из Башкирии. Привет, Виктор. Сергей Липатов. Добрый вечер. Хорошо сидим. Ну, а что? Не каждый день прямой эфир, не каждый день трансляция такая. Сегодня есть повод. Почему будем посидеть? Роман Анфалов. Геннадий, а зимой почему не охотишься? Почему я зимой не... Ну, раньше, по молодости, я зимой ходил, ставил петли на куропатах. Ну, естественно, стайка взлетит, я на лыжах за ними гонялся, а тоже по боровой все это гонялся. Рябчик, куропатки там. Бывает, года 2 назад косачи пролетные были, очень много косачей было. Я даже пару штук добыл тоже. Ну, это трудовой косач, это надо по снегу по пояс, тогда бродил без лыж. Если честно скажу, сейчас я просто не успеваю. На налима поставил палки, все, каждый день надо проверять. То живцы туда-сюда, больше занят рыбалкой, чем охотой. Ну, как бы сказать, ствол с собой вожу, с собой в снегоходе всегда. Если попадает такая возможность, совмещаю полезное с приятным. Рустам Мардиев, нифига себе, сколько часов. 21:42, да, ну, получается в 7, 8, 9, 2,5 часа уже сидим. Время быстро летит, да? Так, Карвиндар. Серега, полностью с вами согласен. Если старшие не привьют охоту и рыбалку молодым, то у них интереса не будет, тем более в веке нанотехнологий. Елена Бутыра. Привет с Башкирии. Привет, Лена. Виктор Лобачев. Как бальзам и ремель. Бальзам, то, что посылал Юра Кулагин, скажу вам честно, я еще храню. Я вообще храню все напитки, которые Юра послал, до зимних рыбалок на лесной речке. Вот. Юра, ты меня, конечно, прости, то, что ты отправил, а я не пробую. Я просто храню для особого случая. Вот особый случай будет, я просто знаю, что ты и сам любишь рыбалку по лесным речкам находиться. Мне это тоже отдушина. Вот когда закроются лесные речки, когда можно будет доехать до них на снегоходе, то обязательно я отведаю бальзамчика с рыбацким, сделаю рыбацкий своеобразный, и обязательно мы там отведаем. А так я уже пробовал прошлый год, я скажу, бальзам супер. Юра Володин, поздравляю, спасибо. Жизнь жестянка, поздравляю, спасибо. Дмитрий, в новом законе об охоте указано, что все вновь вступившие в общество обязаны сдавать охот минимум. Тут я согласен, но у нас его даже егеря сдать не могут. Ну, тут как бы я тоже согласен, что охот минимум каждый должен знать. Согласен, потому что если кто-то, есть и такие, которые охота им вообще нахрен не нужна, но из-за того, что чтобы приобрести оружие, они получают охотничий билет. И в дальнейшем покупают оружие, и некоторые уроды вот, совершают такое, про которое мы уже все наслышаны и знаем. Тут надо, не знаю, на каком уровне это все определять, отличить охотника от балбеса какого-нибудь. Я думаю, можно и невооруженным глазом, только как это сделать на законном уровне, я вот этого не знаю. Скорее всего, какие-то тесты, может быть, придумать, какие-то, да, уже опять же вот закон охотничий минимум, но на то пошло, он же может и вызубрить вот этот охотничий минимум и также получить оружие. Тут или надзорные как-то органы, ну, не знаю, ну как-то, в принципе, я вижу охотника от неохотника, я отличить могу. А как сделать так, чтобы тому можно было держать оружие в сейфе, а этому нельзя, не знаю. Не знаю, но как-то я не знаю. Может быть. Законы нужно жестче, но не должно быть бестолковых законов. А то, что сейчас вот придумали, вот этот новый охотничьи законы, это, я считаю, дурдом полный. Юрий Яковлев, как у вас погода сейчас?
Для зимы это очень и очень тепло. Ну, календарная у нас осень еще ноябрь. Но обычно лет 30 назад у нас в это время уже была давно-давно зима. И последний раз я помню, чтобы река Печора вставала и хорошо ловился налим, это в этих числах как раз 13 ноября. Мы за день поймали, тогда родственники приезжали, 28 килограмм налима. Эта река уже стояла, и лед был не меньше 30 сантиметров на Печоре. Снега было мало, морозы были хорошие. Это вот уж сколько? 7 лет. 7 лет у нас зима опаздывает. И сейчас у нас на улице где-то -3, -2, там до -7. Вроде бы и пару дней там будет, там -15-17 по прогнозу, но опять потом -3, там до 0. Вот такие погодные качели, это ни о чем. Река, вода прибыла и не замерзает. Озера хорошо, хоть стоят озера, хоть не клюет, но хоть можно душу отвести на озерах. Ну, можно, в принципе, ловить живцов пока, делать запас, чтобы потом не терять времени. Дима Мола. Привет из Беларуси, смотрим все серии, не пропускаем. Привет, Дима. Сергей Журавлев. Геннадий, привет, Сыктывкара. С 2017 года езжу на рыбалку в ваши края. Печора Матушка. Это незабываемо. Места шикарные, рыбалка супер. Серега, привет. Серега Кондаков. Каналу процветания здорово, хотя для меня прямой эфир впервые. Мне всегда приятно общаться с тобой. Мне трудновато общаться не с жизнью, но слушаю, а ты полностью прав. Серега опять. Я говорю, у меня вообще друзей на канале под именем Сергей очень-очень много. Я не знаю, почему так, но большинство это Сергеев, это точно. Артур Мельник. Геннадий, всех тебе благ, каналу процветания, глаза закрываются, спать хочу, после суток пойду отдыхать. Спокойной ночи, Артур, доброй ночи. Спасибо, что был с нами. 104 человека. Так, ну что, давайте 12 минут до 10. Мы тоже будем 10 часов закругляться. Саня не подошел. Ну, нет, так и нет. 10 часов. Мелкий тоже, вот и уже пора спать ему мелкому. Я говорю, осталось нас трое. Я, супруга и Генка младший. Дочь моя уехала в Сыктывкар. Ромка в армию. Дома тишина. Один я только на кухне бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ничего. Завтра, надеюсь, машину поставят на ноги, ну, в смысле, на колеса, отремонтируют машину. Ну и послезавтра, завтра еще доделаю, завтра уже выйдет, надеюсь, первая часть нашей последней рыбалки, крайней рыбалки. Послезавтра, завтра сделаю на послезавтра еще серию. И уже, наверное, послезавтра мы с Григорьевичем все-таки, пусть даже не клюет, все равно поедем, возможно, с ночевкой, если получится. Попробуем на озерах, не будет ловиться, буду ловить живца. Для налимов готовить палки, рубить палки. В общем, готовить плацдарм для дальнейшей рыбалки на налима. Так что как-то вот так. Ну что, друзья, у нас осталось 10 минут времени, 103 человека. Всем огромный привет. Спасибо, 104. Вот кто-то еще появился. Спасибо всем, что были с нами. Что, ну и что, по славной русской традиции, давайте на пасашок. Кричать не буду. Надеюсь, Валентина Васильевна все слышит. И придет и нальет нам чарочку на пасашок. Вообще надо традиции соблюдать. Юрий Яковлев, всем спокойной ночи. Бурвой, Юра, Бурвой. Бурвой это покой, спокойной ночи. Многие, конечно, не то что ругаются, говорят, почему ты говоришь по коме там на канале. Ну, если о чем-то конкретном идет речь, я пишу перевод тетрадный. Но так как это очень долго, это процесс монтажа затягивается, я просто иногда не перевожу. Некоторые не понимают и начинают обижаться. Валентина, походу, не смотрит наш прямой эфир. Алеша! Не слышит. Ну, вот так вот. Обойдемся, значит, без на пасашок. Ты что, не смотришь, Валь? Нет, Ромка звонит. Ромка звонит. Роман звонит? Да. Ага. Понятно. Понял. Я думал, ты просто не смотришь. Мне на пасашок капельку. Все. Может, все, скоро отбой, сейчас уже через 10 минут. 10, наверное, отбой у них. Звонит Роман, значит, все хорошо, все нормально. Вкратце потом расскажу на рыбалке. Завтра беру машину, послезавтра, скорее всего, будет уже рыбалка. Так, ну что, друзья, по славной нашей традиции,
Давай, дружок, на пасашок. 99 человек. Давай за всех, за нас. Пусть будет всем нам хорошо. И в добрый час, и в добрый час. Там-тарам. Светлана Остапчук. Привет, Алексею. Алексей, видать, на смене, да? Не видно его что-то. Или вместе сидим? Ну, все сказали, что мы едем на работу. А, на работу, точно, точно. Я уже забыл. Так что скоро зима, скоро ледостав. Был очень рад провести. Серега пишет, Карвин Арт. Вечер вашей компании. Буду с нетерпением ждать ваших роликов. Буду очень скучать по родным местам. Для меня ваши ролики тепло на душу. Юрий Кулагин, Гена, мы с тобой до конца сидим. На пассажок выпьем. Здоровья всем. Да, он на работе. Вижу. Света мне напомнила уже. Просто это, что-то с памятью моей стало. Так, Дмитрий, чтобы не было расстрелов в школах, я считаю, нужно правильно детей воспитывать. Меня 7 лет научили с оружием обращаться, но в то же время я знал, что без бати оружие трогать нельзя, полностью согласен. Всем доброй ночи. Всем доброй ночи. Ну что, Юра Кулагин подняли, и все остальные, кто поддерживает на пассажок, давайте, друзья, и будем закругляться уже. Время уже почти 10 часов. Встретимся на рыбалке. По традиции, сейчас, секунду, будем еще раз. Дыньк. Ну и вкусняшка. Так, Кулагин Юра тут привет передает. Ага, чуть пропустил. Чуть пропустил. Светлана С. Поздравляем, Геннадий. Смотрим мужем всегда. Привет Ивану Григорьевичу. Спасибо за прямой эфир. Поздно подключились. Здоровья и удачи всем. Так, Юра Кулагин пишет привет. Так, Самохин Гена, буду ждать с нетерпением новых роликов. Огромный привет из Днепропетровска. Татьяна Соболева. Это Саня. Успел под конец, но выпить не успеваю. Через минут 20 продолжу. Удачи, Геннадий, тебе, семье, всех благ. Александр, Виталик, Колодежников, всем не хвоста, чеши, Артур Атомков, Артур Мельник, Евгений Ослопов, еще один привет из Крыма и всего хорошего. Василий Антофий, Юж там, ждем лед на реке, спокойной ночи. Бурвой Василий, дай бог еще когда-нибудь да встретимся. Не довелось нам отметить в поселке Еремей. Что-то я не пошел тогда я отдыхать ночью. Решил дома остаться. Ну, ничего страшного. Может быть, еще будет праздник охотника и на нашей улице. Артур Дорбинян, до новых встреч. Удачи. Так. Владимир Кореньков, Гена, с праздником тебя. Здоровья тебе, успеха на канале. Валентина Расторова, всем большое спасибо. Это моя супруга, которая вот готовит вот такие трубочки. Спасибо и тебе, Валюш, за трубочки, за рыбку. Вот так приготовленную вкусненькую. Сейчас мы еще после эфира тоже сядем, немножко отметим это дело. Хорошо, посидели, пойду в магазин, сына обмывать буду. Дмитрий, еще раз поздравляю с рождением сына. Просто отдых на рыбалке. Серега, я с чаем. Всего доброго, Геныч. Всем добра, спокойной ночи. Светлана С. Бурвой Геннадий. Сообщение отправлено на проверку. Серега Михайлов пишет. Адислытыч, Дона Йорт, Бурвой. Показать. Это по коме написано. До свидания, Геннадий. Доброй ночи. Арман Сэр, удачи, спокойной ночи. Руслан Шемякин, привет, на пассажок. Геннадий, поздравляю, поздно присоединился, только с рыбалки приехал. Ну, если Руслан Шемякин, перевод от Сергей пропустил. Спасибо, Серега, за перевод. Если Руслан приехал, с рыбалки приехал, значит, на канале у Руслана будет новый шедевр, новые ролики. Руслан Шемякин также блогер, у него свой канал. Серебряная кнопка у него уже есть в наличии. Ролики вот такие интересные. Поздравляю, поздно присоединился, только с рыбалки приехал. С Русланом
приглашает меня Руслан на рыбалку. Тоже когда-нибудь, возможно, будет у нас совместная рыбалка. Руслан рыбацким не увлекается, но это не говорит о том, что мы не находим с ним общий язык. Мы также отлично общаемся и отлично находим общий язык. Так что не в рыбацком напитке дело, это чисто дело каждого из нас. Это не говорит, что если человек не выпивает, то он человек плохой. Люди есть, и вот такие вот люди, независимо от того, употребляют или не употребляют они. Я полностью Руслана поддерживаю, и мы общаемся вот, нормально все. Юра Кулагин, Гена, все прошло на ура, молодец, Валентине огромный привет от нас, мы приедем, друзья. Ждем, Юра, ждем. Мы, твоя чача, которая в глиняном кувшинчике, дождется, когда ты приедешь, и мы ее откроем вместе. Руслан Шемякин, ждем в гости. Приеду, Руслан, приеду. Как-нибудь все-таки я соберусь. Тут ничего, правда, я дома не успеваю, но я чаю с тобой с удовольствием выпью. Не вопрос. Я с тобой тоже буду чай пить. Ну, и может быть, немножко этого тоже. Привет, Руслан. Тут уже начали передавать приветы. Так, что у нас? 3 минутки осталось. Кулагин Руслану. Привет. Я говорю, Руслан Шемякин, это мой земляк. У нас тоже очень много общих друзей, очень много подписчиков, которые смотрят канал Руслана. Мой канал также, повторюсь уже, наши реки, наши озера, находимся километров, наверное, 500, по прямой, наверное, и того меньше друг от друга. Немножко Руслан севернее проживает. Очень много всего общего, очень много общих интересов, очень похожие реки, похожие озера и все такое. Пехота, быть добро. Илья Сахаров, Руслана смотрит, Северодвинск. Да, Руслана много кто смотрит. Руслана смотрит весь мир. Так, ну что, давайте закругляться. Руслан тоже всем большой привет передает. Тут уже пошли это. Огромное спасибо, друзья. Вот 100 человек с нами, не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей, 101. Кто-то еще и подключается. Всем огромное спасибо, что провели вечер с нами на канале. 3 часа пролетело просто так, всем 8, 9, 10, да. Как, 30 минут, не больше. Всем большое спасибо. Всем до свидания. До встречи на канале Коми Рыбак. Спасибо большое за стрим, Света пишет. Геннадий, поздравляю. Денис Сетливый, тоже постоянный подписчик, вижу, приятно видеть тебя на стриме. Так, Сергей Кондаков, было классно. Не успеваю, все, 1 минута остается. Ровно 10 будет выключение. Всем, кто, с кем не успел попрощаться, Денис Сетливый, Геннадий, поздравляю. Спасибо, Денис, тоже один из первых подписчиков. Илья Сахаров, ждем роликов с рыбалки, спасибо. Ролики будут. Завтра, послезавтра уже рыбалки, которая была. Ну а в дальнейшем будут ролики с будущих рыбалок. Так, еще Самохин. Привет из Мурманска, пишет Иван Косолапов. Валерий Самохин. Татьяна Соболева, смотрим. Всем спасибо за поддержку. Всем спасибо, что были со мной. За чаепитие. Кто поддержал. Добра и счастья, Юра пишет. Процветания каналу. Спасибо, Юра. Ну все, 10 часов, все, друзья, выключаемся. До встречи на канале Коми Рыбак. Еще раз спасибо, что были со мной. Так. Как же вас выключить, дорогой мой? Вот так вот, наверное, нет? Отмена, завершить трансляцию. Окей. Всем пока.